Владимирович, он где? Менчиц. Сейчас подойдем, да? Очень коротко, вводная часть у нас сегодня присутствует. Юрий Владимирович, вот сюда, пожалуйста. Вот сюда даже. Вот так, прямо в центре. Юрий Владимирович, пожалуйста. Да. Так. Мы таким образом построим нашу работу сегодня, да? Спикеры будут выступать. Регламент 10-15 минут, не больше. А далее мы войдем ракурс свободного обсуждения. Свои мысли, соображения, высказывайтесь, не комплексуют. Тут очень много, я вижу, молодых людей. Надеюсь, вы свое миропредставление будущего как-нибудь рисуете, что очень важно. Но по результатам нашего разговора мы должны выйти на, сейчас скажу, на рекомендации государственных программ по созданию, значит, по разработке проектов в области современного искусства. Он мне тему так озвучил, да? Искусство будущего, нейросеть. Поэтому я вот так вот уже соображаю, что нам нужно как-то в этом контексте, да, не сворачивая темы слишком, и чтобы мы понимали и видели такой, сделали бросок своеобразный на будущее. И что нас в будущем ожидает в связи с нейросетью сегодня или вчера Илон Маск, значит, предлагает запретить обучение нейросети. Ну, я там предполагаю какие-то свои соображения, возможно, потому что это довольно такая площадка, или вернее такой ресурс, откуда могут выйти утечки всякие, да, нежелательные. И это есть, а с другой стороны, что это в какой-то степени просто вещь, которая что-то себе соображает, условно я говорю, да? По крайней мере, в человеческом понимании это еще не совсем самостоятельная штучка. Вот. И нам нужно понять, как вот в будущем, вот некоторые мне даже задают, нужен ли художник. Вот я перефразирую или вспомнить фразу Пабло Пикассо. У него есть замечательная фраза, известная довольно-таки, да? Искусство умерло, а художники остались. Ну, наш народ по-своему это понимает. Цирк уехал, а клоуны, что называется, остались. Да? Вот. Если мы, допустим, смотрим на будущее, ну тут с долей юмора нужно относиться, я так понимаю. Потому что если слишком серьезно подходить к этому вопросу прямо сейчас, не имея представления о будущем, что будет, то мы можем тут прямо всего наговорить. А хотелось бы как бы копнуть глубже, потому что рука мастера — это всегда живой инструмент. Мастер в широком смысле — это тот человек, который что-то создает, обладает и имеет способность мыслить, аргументировать смысловыми структурами, вот что очень важно. Дальше я сильно долго говорить не буду, я хочу представить Менчица Юрия Владимировича, и вот так мы по порядку дальше пойдем. Вот. Тема у него
творческое мышление и инструменты выражения. Если есть слайды, то, пожалуйста, и Юрий Владимирович, спич идет выступление на 10-15 минут, не более того, потому что нам нужно уложиться, и вечером у нас для гостей еще отдельное мероприятие, мы должны, и мы тут должны как бы более шире взять эту территорию в контексте искусства вообще, в том числе вопросы и даже, скажем, архитектуры, как оно в будущем, да, городских пространств, в том числе, я говорю, да. Это и музыка, и вообще академические формы искусства, и вообще искусство, и традиционное наследие в контексте цифровых технологий. И тут специалисты наши сидят, далее представили слово, они пришли с интересными своими, значит, темами, я озвучу это, и чтобы вот наши эксперты вам показали другие горизонты, с тем, чтобы мы сегодня смогли с вами обсудить актуальные вопросы. Юрий Владимирович. Добрый день всем, кто пришел к нам сюда сегодня. Я честно скажу, что я, во-первых, не ожидал, что я буду первым. И там оказался, первым взяли почетных гостей здесь опять. И почему для меня это удивительно, потому что я точно не специалист нейросети, я даже не продвинутый пользователь компьютера. Телефон для меня такая штука, ну, как, наверное, для многих моих сверстников, мне 67. Вот, я имею полностью гуманитарное образование, заканчивал когда-то Московскую среднюю художественную школу, Государственную студию в Академии художеств СССР. Совершенно удивительная школа, в которой учились ребята со всего Советского Союза. У нас был интернат, на 12 лет платили стипендию, на практике ездили по всей стране, рисовали, писали за, допустим, 25-26 дней практики, давали более 250 листов. То есть мы были чокнутые, проделанные на этот день. Вот так относилась наша страна к своему будущему творческому потенциалу. Такая же школа существовала в музыкальных центрах в Москве, подобная школа была в Питере, в Киеве, художественные школы. И везде там, где ребята учились, примерно по 300 ребят в год. Затем я заканчивал монументальную живопись в Строгановке. Искусство Игорь Михайлович Коржев, величайшего советского художника. В те времена отделение монументальной живописи в Строгановке старейшим дизайнерском вузе мира, поскольку старейшим через 2 года Строгановке 200 лет. Вот монументальная живопись, самая маленькая кафедра, была как Ватикан Рима, государство. Как бы в вузе были, и как бы не было. Потому что все остальное еще проектируют скульпторы. А все остальное, это все-таки был так или иначе дизайн. Графический дизайн, промышленный дизайн, художники для работы на заводах, например, стекло, керамика, ткацкое производство и так далее, и так далее. Поэтому эти ребята были больше связаны с тем, что сегодня можно здесь обсуждать, а я в силу того, что все-таки моя специальность это мозаика, фрески. На сегодня это еще объекты различных форм выражения, но это было все это относительно архитектуры, да, действительно, мне больше 20 лет, я уже проработал еще и государственным служащим в органах архитектуры, у нас заключали, ну, скажем так, программа реконструкции Москвы, у нас заключали 4 года строительства исторических объектов, у нас заключали Московскую область, все 72 города ее, или 365 субъектов муниципального права, и впервые начинали реализовать эту программу, которую сейчас знает вся страна. Это программа комфортной городской среды. И здесь, конечно, связь с современным дизайном, даже с современным видом искусства, которое в городской среде присутствует, они, конечно, для меня знакомы. Но подчеркиваю, с нейросетью я не работаю совсем никогда. Президент Академии художеств, который я тоже представляю, Российской Академии художеств, президент Сергей, везде и всегда
когда нужно за рубеж выезжать, ему очень много лет, но все-таки это делает. И у нас в России все время рассказывают о том, что у нас лучшее в мире, скажем, художественное образование. Лучшее в мире до сих пор, несмотря на все старания ряда профильных министерств, потому что они что-то меняются, то Минобр науки, то какой-то там еще просвещение занимается этими вопросами. Несмотря на все их старания по уменьшению базовых предметов, часов живописи, рисунка, композиции во всех дизайнерских вузах России или на кафедрах и факультетах, и даже именно в художественных вузах все-таки до сих пор мы имеем то, к чему стремится весь мир, то есть пластическое художественное образование. Я думаю, что в смежных областях искусства то же самое происходит, потому что, конечно, и музыка классическая у нас на самой высоте находится, и балет, и театр, и искусство кино, хотя современная молодежь больше смотрит на то, что якобы на Западе что-то производит хорошее. Поверьте мне, за мою жизнь в таком время хорошего я не видел. Западный пример, исходя из того, что есть у нас. Именно исходя из той темы, которая у нас сегодня есть, потому что главная тема ведь не моего доклада и не тема наших сегодняшних встреч здесь, а главная тема та, которая заявлена на весь форум на 2 дня, которая должна дать основу для будущего развития, в том числе и Республики Саха, и вообще для такой хороший большой импульс для всей страны, потому что много приходится доводиться ездить по стране, вот столь широкий и масштабный подход я пока слышу впервые. Мне в конце прошлого года удалось побывать на 2-й раз уже на форуме творческой и научной интеллигенции стран Содружества. Там на высоком уровне правительственной делегации формируются. Я на предыдущем был 2 года до этого, сейчас в Ташкенте. Там подобные вопросы обсуждаются, но они как-то не находят конкретных решений. А здесь вот сегодня утром я увидел, с какой заинтересованностью представители Якутии обсуждают действительно будущее развитие культуры в стране, как масштабно, широко это обсуждается, и действительно во главе угла ставится прежде всего духовная часть этого развития. Вот для меня именно эта тема нравственно-духовная, она самая главная. И если говорить о том, что у нас времени не очень много, то сразу хочу сказать, что когда вот так вот через черточку пишется будущее искусство-нейросети, то у меня некий ступор пришел, потому что я не понимаю, это вопрос, это посыл или это утверждение. Если вопрос, то еще можно обсуждать, а все остальное для меня просто неприемлемо. Потому что сначала надо, наверное, определить вообще, что такое искусство и что такое нейросеть. Если мы говорим о том, что искусство, главное его составляет, вообще произведение искусства – это не плод разума, это плод души, сердца человека, плод его эмоционального состояния, стремления передать то, что он услышал, увидел, взял в передать это другим, то тогда действительно появляется произведение. Состояние или программа, или машина, даже созданная человеком, даже обученная человеком, даже при шикарном формировании задания для ее проектирования будет именно вот такой результат, который я сказал, вот я сразу скажу, что нет. Ни в одной области искусства это невозможно. Чтобы все-таки укоротить свой рассказ или выступление, хочу сказать, что безусловно, запрещать ничего не будет. Это совершенно не важно. Человечество все время стремится развиваться, об этом вы здесь сейчас прочитали, что действительно это единственное существо на этой земле, которое имеет возможность, которому вверху с неба упала эта возможность творческой проектной мысли. Именно осознанно создавать ту среду, в которой это существо живет. У нас примеров строительства и других существ очень много. Кораллы, муравьи, я не знаю, это боссы, птицы и все остальные тоже что-то строят. Но это
ну, как бы наработанная вещь, которая им передается просто в генах. Они не продумывают процесс, они стремятся создать именно вот так или что-то новое. Человек всегда уходит вперед. Каждая проектная минута – это шаг в будущее. Каждая. То есть он думает о том, чего сегодня еще нет, и что сделать, чтобы этого нет, чтобы это появилось. Другой момент, что к чему это может привести, мы с вами, к сожалению, в то время живем, когда начинаем опасаться, что как бы это все дело не разлетелось, не разорвалось и уничтожило все человечество, либо не разорвало землю, на которой мы живем. Но я надеюсь, что в данном случае как раз скорее творческая составляющая, которая есть в человеке, его духовное начало, любовь, которая в нем рождается, сострадание, которое в нем появляется, радость, слезы, улыбки, все это, вот то, что есть в человеке, оно все-таки не позволит уничтожить планету, самого себя. Но все-таки об этом надо все время помнить и говорить. Вот здесь это просто некоторые примеры наработки дизайнеров, не художников нашей страны, начиная с моды и заканчивая какими-то, так сказать, уже транспортный дизайн, допустим, там, или еще какие-то вещи, предметный дизайн. Но даже когда мы говорим о дизайне, то все равно не забывать, что первичная мысль, она принадлежит человеку. Что же касается непосредственно произведения искусства, то художники останутся всегда, потому что это старейшая, я специально говорю, чтобы никого не было там кривой улыбки, профессия на земле. Старейшая профессия на земле. Тогда, когда древняя женщина решила заколоть свои волосы или их обрубить острым камнем, потому что они мешали, она проявила то самое творческое начало. Когда стало холодно ей или ее, так сказать, мужчине, и они напяли на себя шкуры, там получили то, что спустя 200 тысяч лет мы все знаем прекрасно, как дизайн одежды или высокую моду. Когда, бегая за животным, он решил, что он его не догонит и легче запустить камень, то тогда появился предметный дизайн и так далее, и так далее. И все это действительно процесс творческого мышления. Вплоть до таких вот предметов, которые могут быть. Мы с вами говорим о том, что действительно на рубеже 2 веков произошел резкий слом. Если до этого человек пользовался, создавал себе огромное количество инструментов, чтобы реализовывать свои творческие идеи, то в конце прошлого века, ну даже в середине, если брать ИВМ, то есть огромные вычислительные машины, он стал использовать этот инструмент для того, чтобы свои мысли, чувства концентрировать и иметь возможность передать. И в итоге он от таких вот вычислительных вещей перешел уже к той нейросети или той программе, которая, как искусственный интеллект, может быть создана человеком, может быть обучена человеком, либо предшествующей программой, и в итоге выдавать какой-то, так сказать, инструмент, которым человек может работать. Вот для нас, для всех, это то, что рисуется художником. Прямую говорить о том, что это высокое искусство, ну, наверное, не совсем корректно, хотя, безусловно, это очень хороший пример. У нас такие же чебурашки в стране, да, замечательные, у нас такие же винни-пухи в стране. А вот в других странах, почему я говорю, что это хороший пример, это особо не видел за всю свою жизнь. Давно перешли на использование нейросети, но это результат ее работы. Это тот же самый Карлсон. Это ж какое духовное, эстетическое начало несет вот такое изображение. И говорит о том, что этой программе плохо задание, наверное, можно, конечно, но все равно в итоге там духовного начала не будет никогда. В то же время, подчеркиваю, останавливать прогресс невозможно, и поэтому использовать эту возможность, использовать, ну, для архитекторов, допустим, или для коллег моих, ну, есть на сегодня 3D Max, с которым мы пытаемся работать. Скульптуру пока трудно создавать, живопись практически вообще невозможно, можно эскиз сделать. А вот какие-то, ну, вопросы связаны, например, с подготовкой города к празднику. Для того, чтобы его оформить, необходимо очень много работы в разных направлениях. Это могут быть, конечно, какие-то
плакаты на стенах, но это может быть чистая визуализация в динамическом формате, которая показывает, я думаю, что сегодня вам об этом расскажут, которая действительно создает, формирует настроение, создает впечатление, улучшает какие-то виды города и так далее, и так далее. И все это делается в этой программе, я считаю, что это отлично. То есть если, да, кстати, это тоже пример, это как нейросеть видит московскую архитектуру, это как нейросеть ассоциирует другие города с какими, так сказать, изображениями и подчеркивает, там же работали люди, чтобы это получить, а в итоге на выходе такая вот история. Исчезнет творческая профессия, еще раз говорю, ни в коем случае. Художнику старше больше всех, как профессионалов среди людей. И правильно Ариан сказал, что, может быть, искусство в какой-то момент куда-то там спряталось немножко в другую форму, ну, высокое искусство, скажем так, все нет, а высокое, допустим, искусство. Потому что вот мне, сейчас буквально полсекунды, мне несколько лет назад понадобилось сделать эскизы для кофты, причем сложной формы, объемные. Ну, поверьте, 200 лет назад художник или архитектор нарисовал бы без проблем. Я со всем своим образованием, навыком и всей жизнью своей нарисовать это не смог. Потому что вот так вот в объеме провернуть эти все изгибы, ну, практически невозможно. Сделать это в эскизе, в объемном эскизе, ну, тогда это дороже будет, чем на выходе кофта. Вот. И вдруг мне повезло, в младшем поколении Вурганов есть такой замечательный скульптор у нас Александр Николаевич, вот. А это уже его внучка. Она в тот момент училась в Белину Строгановке и в Корее. Как она успевала летать туда-сюда, я не знаю, но она однажды с ректором летела на 4-м курсе уже вместе в самолете. И он тогда только впервые выяснил, что она вот когда отсутствует, то это она в Корее еще учится. Так вот у нее в компьютере оказалась программа, которой в тот момент не было ни у кого у нас, по крайней мере у моих друзей. Она не очень еще хорошо работала, но вдвоем мы совершенно спокойно с ней сумели сделать вот эту всю кофту в 3D Max. Ну не в 3D Max, а в объеме. А дальше получилось смешно. Переслать она не могла никому, потому что из всех моих друзей, архитекторов, художников, открыть и получить это на тот момент никто не мог. То есть пришлось только скриншоты с экрана сделать и, так сказать, заказчику передать. Так вот, подчеркиваю, что художник должен быть, а знать о том, чем можно пользоваться, как можно сделать, нужно обязательно. Ну и здесь есть два вопроса, которые, на мой взгляд, тоже очень важны. А кто же в итоге авторские права получит по результатам работы, в данном случае нейросети? А это очень немаловажная вещь. Очень немаловажная. Ну, наверное, все, Ариана. Все, спасибо. Спасибо, Юрий Владимирович, вице-президент Союза дизайнеров России, первый вице-президент, академик, член Российской академии художеств, очень заслуженный человек. Ну, когда я в Москве бываю на съездах, на советах Союза дизайнеров, ваши пламенные речи зажигают очень многих. И, кстати, разговор на этом наш не завершается. Да, мы обсудим, поговорим. Вы сегодня, молодые люди здесь сидят, вы прикоснетесь, можете задавать вопросы вот, ведущим специалистам России. Во многом это мои друзья, люди, которые на передовой, на реальной практике сегодня делают, создают наше искусство. Я буквально один пример приведу. Вы знаете, это как раз касается молодежной и студенческой аудитории. Я сталкивался часто с тем, что после защиты курсовых или дипломных особенно работ студенты выставляют эти вещи потом на выставках, даже в каталогах публикуют, как свои собственные. Это вот про тот вопрос, как относительно и нейросети. Не может этого быть. Вот я и педагогам, и студентам хочу об этом сказать. Это общий труд, общий института, кафедры и, безусловно, того руководителя, который с вами работает. Пожалуйста, как авторский коллектив, без проблем, но никогда не надо делать другого. Надо уважать то сообщество, в котором ты работаешь. Совершенно верно. Аплодисменты.
Мы как бы проторяем дорогу, возможно, она немного будет такая кривая, там, каждый имеет право высказать свою позицию. У нас сегодня собрались специалисты из разных областей. Я хотел бы передать слово Сергею Владимировичу, генеральному директору CDI Project, город Москва. Пожалуйста. Вот, пожалуйста. Еще раз добрый день. Я генеральный директор компании SDI Project. Мы как раз люди, которые, может быть, имеют, люди от цехи, которые имеют отношение к части мультимедийных каких-то вещей. Компания существует уже давно, мы занимаемся прокатом и обслуживанием больших мероприятий в области проекционных технологий, стадионных правил и все такое. Один из крупнейших наших проектов, в которых мы регулярно участвуем, и, к сожалению, последние несколько лет были пропущены, это фестиваль «Круг света» в Москве. Фестиваль «Круг света» в Москве. Я не претендую на знания в области искусств, я скорее, наверное, поделюсь своим реальным опытом работы нашей компании. И где-то, может быть, коснусь темы нейросетей и искусственного интеллекта в нашем прикладном аспекте. То, что действительно эти технологии во многом облегчают поиск каких-то визуальных образов, звуковых образов, это уже, как некая данность, она круто развивается. И в ряде наших мероприятий наши заказчики использовали эти приемы, то есть были сгенерированы назовем так, музыкальные произведения нейросети. Это одна крупнейшая компания делала презентацию своей крупнейшей, как сказать, Яндекс, на самом деле, так сказать. Вот, делала такую презентацию, использовала в ходе этой презентации, использовала вот такой прием. Но это, мне кажется, больше было такой больше рекламный какой-то ход, такой крючок, который, скажем так, цеплял посетителей этой конференции. Не так давно, опять же, были визуальные какие-то опыты, когда художники использовали нейросети для создания абстрактных изображений, которые тоже были связаны с музыкальным рядом, и это все вживую происходило в 3D-мейкинге в зале, в Светлановском зале Московского дома музыки, и при исполнении вживую органа музыкальное произведение, вся эта картина жила, двигалась. К сожалению, прошу прощения, не успел подготовить эти материалы, но надеюсь, как-нибудь в интернете найдем. Вот. И как немножко возвращаясь к теме, заявленной вообще нашего сегодняшнего обсуждения, да? На мой взгляд, что многие эти вещи, они скорее, стоило бы разделить. Все-таки искусство и некое оформление, разделить эти вещи, искусство и все-таки оформление, наполнение мероприятий, корпоративных, презентаций. Такие вещи, мне кажется, они все-таки немножко отдельно. Потому что тот же фестиваль «Круг света» при всей его, так скажем, разнообразности имеет и конкурсную часть, где художники, разные команды художников, разные отдельные художники, компании, рисуют, творят какие-то вещи, которые мы даже представить себе нельзя было, когда на здании МГУ вовсю
высоту, во всю эту ширину этого здания была рассказана сказка, решили актеры, озвучивающие истины и так далее. В общем, это было действительно какое-то, можно сказать, творение искусства. Да? Это было интересно смотреть, это было неожиданно и с точки зрения технологических каких-то вещей, и с точки зрения смысла этой истории. А в то же время в нашей практике очень часто есть задачи сугубо утилитарные, когда нужно, грубо говоря, оформить зал, сделать некую мультимедийную декорацию, где в рамках которой происходит какое-то действие на сцене, презентация какого-то нового продукта, вот мы перемещаемся в какие-то туристические миры, или мы возвращаемся в какое-нибудь средневековье или что-то еще. Вот. И в этом смысле искусственный интеллект, нейросети, наверное, могут быть большими помощниками для решения подобных задач. Но глобально я бы две основные, две основных направлений, если так можно говорить, все-таки разделял. Творение, искусство, это все-таки некий такой, мой точный взгляд, некая больше сакральная какая-то такая вещь, которая несет что-то, что чем человек хочет поделиться. А задачи оформления и так далее подобных вещей, это более прикладные задачи, которые, соответственно, вполне могут решаться при помощи в общем-то, в двух словах такой спич, особо это проиллюстрировать, к сожалению, не успел подготовиться, так что уж извините, сапожник без сапожника. Спасибо. Хочу напомнить, что ваш фестиваль, в котором участвует замечательная совершенно история, первый прошел, если не ошибаюсь, в 2012 году. Мне довелось быть членом жюри, и я тогда вот эту вещь впервые увидел, как есть архитектура и нет архитектуры. Все, что хочешь, можно сломать. И такая эйфория, это опять возвращаясь к тому, что как инструмент, да, в случае программы, это позволяет работать, это действительно чудо какое-то. Вот. А вы говорите, конечно, это прикладная вещь, надо определяться, что такое искусство, что такое не совсем. То есть мы только что сидим с уважаемым коллегой и обсуждаем, что Министерство культуры, например, тот же дизайн, не совсем признает свои. Ну, как бы, юридически там за ними чисто, на самом деле дизайнер покрывает 4 министерства разных. Ну, Промторг, например, да, вот, Минстрой, вот Павлович сегодня рассказывал о программе, как раз на прошлой городской суде здесь и там. Вот, так что вот это вот нюанс, вот, где что такое нейросеть, юридически не очень глупо, что нужно будет выяснить каких-то вопросов, что это действительно так. Спасибо. Так, ребятишки, тут молодые люди сидят. Вы слышали о фестивале «Сила света»? Нет, это круг Круг света. Это, Круг света. Слышали? ну, он много лет нас не проходил, сейчас это просто последний год или два его нет. За пандемии тогда сорвался, и сейчас... Так, ну, я надеюсь, что... Это огромный совершенно фестиваль, огромный, это пол Москвы в него погружено, и это просто чудо, если вдруг когда-нибудь возродится опять, советую поехать. Советую поехать посмотреть. Это основательно была Марта у меня первого фестиваля, а потом мы отобрали, увидев, насколько это привлекательная история, подняли на более высокий уровень. Да. Ну, наш регион пока не принимал участие в этом фестивале. Надеюсь, придет время. Да мы свой тут придумали. Да, мы и свои проводим, конечно. Немного, как бы, далеко живем от центра России, естественно. Но это не означает, что у нас есть искусство мультимедиа в широком смысле. Да? Технопарк в Якутске работает, и даже по муниципальному образованию есть филиалы. Движение идет, но сейчас вопрос именно о том, чтобы создать единое такое поле творчества, пространство творчества. В России мы много сами ездим, я в частности проводил выставки, и первый вот такой мэппинг свой мы проводили в 2005 году.
в праздновании 50-летия алмазодобывающей промышленности. Мы натянули экраны со своими ребятами, значит, на 60 метров в длину, значит, 7 метров в высоту, прямо перекрыли стадион сеткой. И мы из нескольких проекторов нам давали контент. Вот, правда, это все вот, на коленках тогда было, ну, представьте себе, это почти уже 20 лет прошло времени. Так, я сейчас решу слово передать главному архитектору города Якутска. 10-15 минут максимум. Так, сейчас. Семен Сергеев, человек уже много лет. И опять же, вот в этом контексте мы должны все больше говорить не чисто вот там строительная инженерия, там все такое, это развитие пространства, городской среды, удобств территории будущего, да? И, соответственно, да, вот, как Юрий Владимирович сказал верно, мы технологии должны использовать в свое благо. Это все, прежде всего, инструмент. И действительно, он, художник, всегда останется. Вот. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые участники мероприятия. Ну, искусство будущего, архитектура, искусство строить и проектировать здания и сооружения. Ну, честно говоря, до сегодняшнего дня, до того момента, когда мне Ариан предложил принять участие на этом мероприятии, я не задумывался о нейросетях. И как раз когда вот, готовился, приводил себя в чувства, мысли, оказалось, что это уже совершенно близко. Да. Вот когда я начал архитектурную деятельность, да, я успел процесс проектирования на бумаге. Соответственно, это буквально недавно мы чертили от руки, а кто думал, что будут компьютера, но наши АЦК, наверное, об этом даже не задумывались. Но в пределах нескольких лет, десятилетий, можно сказать, мы пришли к компьютерному проектированию. Соответственно, если мы говорим о нейросетях, действительно это совершенно уже близко, поэтому об этом надо задумываться. И очень хорошо, что вы проводите вот такой круглый стол, где мы обсуждаем эту проблематику, возможно, и может быть это даже не проблематика. Действительно, об этом надо обсуждать, это хорошо и плохо. В части вот моей темы, да, это трансформация общественных пространств, ну, здесь еще попроще, потому что мы сегодня работаем с темой вот, умный сквер, умное общественное пространство. Ну, это, конечно, если вот смотреть с точки зрения нейросетей, это совершенно не то, потому что мы сейчас смотрим по теплым скамейкам, по проводам подзарядки, ну, что-то еще, и говорим для себя, что это умное общественное пространство, умный сквер. На самом деле умный сквер, он действительно должен быть связан с нейросетями, с искусственным интеллектом. Это совершенно реально сейчас, даже в ближайшее время это можно запросто внедрить, потому что, ну, это та же информация, которая может быть. Это вот части безопасности, части идентификации, все что угодно, то, что можно насытить вот существующие сферы парки, информация искусственного интеллекта, те же роботы, ну, вся начинка наших вот, общественных пространств. Как буквально это можно сказать, что общественное пространство уже сегодня не могут выходить уже на уровень нейросетей. Ничего здесь не мешает. Так, в части архитектуры. Здесь уже посложнее. Вот моя тема была «Горизонт до 30-го года». Я немножко хочу подправить до 32-го, я вот Ильяну уже говорил, да давайте сделаем до 32-го года. Потому что 32-й год – это у нас юбилей города, 400-летие. И все наши документы, все градостроительные документы не будут до 32-го года. Вот буквально недавно, в прошлом году,
мы приняли мастер-план городского города Иркутск как раз вот с прогнозом до 1932 года. По нейросетям там ничего нет. Как и я, и мои коллеги про эту тематику вообще не знают, наверное. Но вот, после вот наших встреч придется, видимо, нам уже как-то где-то встречаться, может быть, неформальной обстановкой, скорее всего, это будет. И часть архитектуры нейросети, конечно, они могут быть внедрены. Но в части, вот, как вот мой предыдущий вот докладчик говорил, да, что в части проработки концепции, в части вот идеи, мне кажется, искусственный интеллект он немножко, наверное, не подойдет. Потому что все равно вот что-то художественное, что-то от души, от человека, от руки, это все равно должно исходить. А в части вот каких-то планировочных решений, допустим, да, внутри планировки, там, встраивания каких-то модулей, или, например, в части соответствия нормативным требованиям, да, здесь, конечно, можно комбинировать работу архитектора и искусственного интеллекта. Я думаю, это намного поможет и упростит работу, потому что, когда вот проектируешь, да, ну, много готовых решений, которые нейросети, они могут для себя спрогнозировать, анализировать, и доступно, вот я вот что-то придумал, какую-то вот интересную идею, и могу воспользоваться вот этой информацией, которую мне выдаст искусственный интеллект. В части вот мы сейчас только работаем уже вот этими трехмерными изображениями, да, которые, видите, вот так называемые технологии, да, которые соединяют все процессы строительства, все процессы вот, застройки, экспертизы, это все вот в одной системе. Да. Поэтому технологии, вот, развитие вот цифровых вот, таких вот технологий, конечно, я думаю, это будет только к лучшему. Да. Я считаю, что для архитектуры, если это все мы будем комбинировать, ничего страшного в части внедрения технологий, мне кажется, нет. Этим надо просто воспользоваться, поставить правильное русло, ну и как-то, нам, человечеству, все равно нам надо как-то регулировать процесс, полностью отдавать сетям, интеллекту, мне кажется, не стоит. Поэтому все будет за людьми, за нами. Спасибо. Спасибо за такой оптимистический спич. Лето, значит, в Москве, с ребенком, летнее там, что-то там было, я ее водил туда-сюда. Вот. И, значит, в Казанском вокзале я в метро спускаюсь. Я говорю, значит, нет, не спускаюсь, поднимаюсь со станции. И смотрю, там какие-то люди, представители правоохранительных органов. Вот. И меня так плотно взяли в кольцо. И смотрят, вот, ваш паспорт туда-сюда. Пожалуйста. Я что случилось? Вот, значит, распознали вас. Вы какой-то там, значит, террорист или кто-то. Я так удивился. Документами, я паспорт забыл дома, и членский билет Союза дизайнеров открываю, показываю им. Они там в затылке чешут, и мне показывают портрет этого персонажа. Я смотрю, думаю, боже, ну, извините, у него щетина вот отсюда, да? Ну, вообще другой человек. Я говорю, вы что, это, не соизмеряете, что ли? Вы полностью перешли режим автоматного такого управления, искусственного интеллекта. То есть полицейские больше доверят ему, чем своим глазам, да? Вот. Потом, значит, они по базе данных стали меня пробивать туда-сюда. Вот. Я ржал, конечно, все было очень. Потом они извинились, меня отпустили. Выхожу, значит, на площадь Трех вокзала, и тут опять я говорю, вы достали меня уже. Вот. И, значит, я ей вот это вот показываю,
Один, значит, пожилой говорит, значит, чуры парня замучили, пусть идет нас носить 3 стороны. Вот так вот. Так что это вот комментирует твое выступление. И дальше же вот интересно, да, вот мы же говорим о всех искусствах, вот, в том числе и дизайн, который некоторые за искусство-то не считают на самом деле. Но на самом деле это искусство, потому что прилагается человеческий интеллект. И вот то, что вот Семен сказал, тим, да, ну это команда переводится. То есть это вот наш будущий выход, это некое такое, я вот так сам предполагаю, да, что это будет общество в будущем коллективного проектирования. Все к этому идет. Вот. Нейросеть, я думаю, может когда-нибудь научиться, может как ребенок, все, методом проб и ошибок, может и проекты сможет создавать. Но опять же ошибки. Вот. То есть совершенно, как говорят, да, азиаты все на одно лицо. Может ли они расти, что называется, перепутал, без попутал. Ну, конечно. А китайцы, значит, более хитрее поступили, они на глаза, на лица уже не делают, на походку. А там ошибок меньше выдается. Ну, очень надеюсь на это. Да, конечно. А когда это уже все равны перед Богом. Так, слово хочу передать Олегу Иванову, Олегу Валентиновичу, заведующий кафедрой продюсерства, исполнительских искусств Российской академии музыки имени Гнесиных, эксперт и аналитик в сфере культуры и креативных индустрий. Пожалуйста. Здравствуйте. Я сначала хочу понять, кто вы, потому что мы про вас еще ничего не услышали. Поднимите руку те, кто про искусство здесь. 1, 2, 3, 4, 5. Больше. Хорошо, спасибо. Кто про технологии? Чуть-чуть поменьше. И кто про предпринимательство, про бизнес, про деньги? Наши гости, конечно. Понятно, примерно понятно. Теперь я немножко про себя, кто я. Я закончил механико-математический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова, защитил диссертацию, кандидатскую физмат, и ушел в кино. Ушел в кино так плотно, работать с Михалковым, Бекмамбетовым, Бондарчуком, со всеми. Потому что я начал тестировать фильмы, проводить фокус-группы, и они потом переснимали часть материала, потому что фокус-группы показывали, что такое зрителю не заходит. Некоторое время я возглавлял кафедру в Московском университете, и в какой-то момент меня попросили сделать проектный офис для Министерства культуры Российской Федерации. Я этим занимался примерно год или 2, и после того, как я его сделал, меня прорвало, и я сразу там одновременно в год веду примерно 10-15 разных проектов в разных областях, в том числе в Гнесинке. Там я учу продюсеров, и мы с ними делаем невероятные вещи. У нас в ГИТИСе с ректором Заславским есть лаборатория будущего театра. Мы специально ее создали и даже нарисовали театр будущего, прям взяли и нарисовали театр будущего. Не образ, а прям модель, такую, для которой можно устраивать краш-тест и смотреть, разрушается она или нет, эта модель, в зависимости от каких-то изменений жизни. Среди этих 10-15 проектов есть и один проект, который просто в республике Саха-Якутия, я просто не скажу какой, но это такой очень хороший и серьезный проект, которым я тоже интересуюсь. Я работаю с арт-кластером Таврида, с арт-мастерсом, и это просто отдельные какие-то инициативы или вещи, которые мне интересны. Поэтому я не могу сказать, что я занимаюсь музыкой, я музыкой не занимаюсь. Я занимаюсь тем, что перемешиваю людей разных профессий.
ученых, художников, технологов. Иногда мы делаем такие экспериментальные, что ли, штуки, например, на Тавриде. Делаем 5-дневную смену, куда собираем людей абсолютно разных, потому что мой принцип, что если людей перемешать, тех, которые занимаются абсолютно разными вещами, то появляется абсолютно новое качество в этом случае. Я иногда говорю, если вы занимаетесь стартапом технологическим, возьмите на 2 недели внутрь вашей команды театрального режиссера. Он вам отыщет в этом драматургию, он поймет, кто главный герой, в чем конфликт. И если он по своим полочкам разложит ваш проект, вы через 2 недели этот проект не узнаете. Вы просто получите для себя новую энергию, которая позволит вам идти настолько мощнее вперед, что просто это будет иначе. К тому, чтобы приехать к вам сюда, я отнесся с большим интересом, потому что на самом деле это большое там получается собрание или форум. Вот это одна из секций, которая мне ближе всего показалась по смыслу, хотя я так же, как Юрий, не очень понимал, о чем будем обсуждать. Слава Богу, с чистого листа я просто собрал эту презентацию, кое о чем вам коротко расскажу. Во-первых, там было слово «мультимедийное искусство», и я про мультимедийное искусство нарисовал так, что есть какие-то технологии, которые мы знаем, видео, аудио и так далее, просто технологии. И есть какие-то форматы, которые в результате получаются. Вообще вот это понятие мультимедийное искусство, оно синтетическое, то есть раньше мы отдельно знали, что есть кино, отдельно знали, что есть живопись, сейчас получается, нам нравится перемешивать. И это как бы часть нашей жизни. Вторая, если мы про нейросеть, я взял и попросил чат GPT назвать мне 5 преимуществ, которые с его точки зрения могут доставлять нам какие-то радости. Чат GPT сказал, что, во-первых, круто, что это генеративное искусство, и по оценке моих знакомых, которые занимаются плотно этими вещами, они считают, что примерно через 3 года более 50% того, что будет представлено в сети, будет генеративным. Это их оценка такая субъективная. Поддержка творческого процесса. Слушайте, я потом кину куда-нибудь эту презентацию, потому что здесь плохой экран, вы фотографируете, и это бестолковые занятия. Я лучше просто потом ее куда-то вывешу организаторам. Поддержка творческого процесса, несомненно. Да? Я сейчас всех своих студентов, которые пишут дипломы по продюсерству и музыкальному искусству, заставляю писать эти дипломы при помощи нейросети, потому что нужно вопрос правильно сформулировать. То есть просто так никто нормальную работу не сделает. Они как инструмент это используют, точно так же и люди искусства. Дальше интерактивное искусство. Нейросети могут быть использованы для создания интерактивных произведений искусства, которые реагируют на действия зрителей. Например, может быть создано искусство, которое меняет свой вид в зависимости от тех эмоций, которые проявляет зритель. Интеллектуальные выставки, социальное искусство, то есть все круто. И, наконец, попросил 5 проблем, 4 он сформулировал. Проблемы нейросети. Это, собственно, по мнению чат GPT. Во-первых, нет эмоций, во-вторых, нет интуиции, ограничения данных существуют, потому что ему нужны очень большие данные, чтобы он сделал что-нибудь приличное. И этические проблемы, чат GPT назвал. Это его срез на сегодня. Я думаю, что там через полгода он что-нибудь другое назовет. И будучи человеком, который очень структурированно мыслит, я решил все-таки свод-анализ по собственному усмотрению собрать. Свод-анализ нейросети в том виде, как он просматривается сегодня из наших публикаций, обсуждений и так далее. Возможности угрозы – это как бы внешняя сторона. И сильные и слабые стороны – это внутренняя сторона. Просто назову. Сильные стороны – скорость обработки данных, высокая точность, обучаемость, возможность решения сложных задач. Очевидно. Слабые стороны – требуется много данных, чувствительность к качеству данных, необходимо мощное оборудование и требуются датчики, которые, собственно, туда, в это цифровое пространство, загружают что-то, потому что если туда ничего не загружать, там этих данных нет, текстовые данные не дают возможности нейросети правильно
обучаться. То есть нужны не структурированные данные в большей степени, а они даются при помощи разных камер и так далее. Ну, например, может ли нейросеть составить какое-нибудь видео по тому, как мы здесь с вами все это провели? В том случае, если здесь были бы какие-нибудь камеры, которые могли бы в этой нейросети какой-то видеоконтент представлять, она бы из этого что-нибудь сконфигурировала. А если у нас сейчас вот это, может быть, записывает камера та, и они вместе в нейросеть не попадают, то получается и составлять нечего. Да? Вот. С точки зрения возможностей, новые технологии, новые продукты и рынки, решения социальных проблем, развития общества и экономики, ожидаем совершенно определенно, что некоторые преимущества такого порядка возможны. Какие угрозы? Фатальные ошибки, мало данных для обучения, этические проблемы. И вот эта фраза, не успеваем осмыслить. Кто-то сказал очень интересную фразу. У нас в последнее время изменения происходят быстрее мысли. Это значит, что мы все время не догоняем. Мы все время не можем осмыслить, что происходит. Да? Когда вы сказали про вчерашнее заявление некоторых лиц, 100 человек подписало вместе с ним. Так вот, они как раз и говорят, стоп, давайте на полгода остановимся и выработаем какие-нибудь правила, потому что если это 4.0, он сейчас умнее нас окажется, он нас переиграет, мы вообще не поймем, что происходит вообще. То есть это история, когда изменения происходят быстрее мысли, они для нас как бы, ну так, пока мы не ощущаем, но когда уже случится, мы тогда просто вообще не будем понимать, что делать. И это даже вопрос не этических правил, это вопрос, ну, как бы угроз, которые существуют, причем совершенно явные, потому что кроме того, что он может нам писать на экране, он может управлять какими-то устройствами, залезть кому-то в мозг и заставить кого-то, может быть, что-нибудь взрывать или куда-нибудь что-нибудь направлять не туда. Угроза потери контроля, вот это оно и есть. Кроме такого свод-анализа, я подумал, что ну, а что я вам рассказываю про нейросеть, с которой мы только-только начинаем упражняться. Да? Я подумал, давайте я вам расскажу, что такое креативная экономика, потому что это в точку имеет отношение к тому, как искусство связано с технологиями. Я сейчас рассказываю свое авторское понимание, как я понимаю креативную экономику. Надеюсь, оно вам зайдет. Начнем с такого небольшого изображения, на нем смотрите, что есть. Есть пространство вообще, и есть круг, это то, что мы называем искусством, то, что люди успели потрогать при помощи органов чувств, найти, увидеть, услышать и так далее. Снаружи это неизведанное. Вот все, что как бы мы не знаем, это снаружи этого круга. Все, что мы так или иначе смогли почувствовать, это как бы внутри. Почему я так делаю? Потому что на самом деле нам заново приходится перезагружать наши представления про искусство, про науку, про технологии, про все остальное, потому что мы как бы с другой позиции сейчас оказались. Нам приходится заново на все это посмотреть и честно друг другу рассказать, что ты понимаешь под словом искусство. Да? Там было написано, кстати, и это правильно, потому что сейчас нужно на самом деле договариваться о том, что мы чем называем. Так вот, для того, чтобы открывать новое, то есть люди очень стремятся все время открывать новое. Это значит, что они хотят расширять вот этот круг, который называется искусство, в смысле культура, и как бы выходить за рамки. Первый, кто выходит за рамки, это художник с большой буквы, то есть это искусство. Это человек, который говорит, я вот там нахожусь снаружи, и я так вижу. Может он другим объяснить, что он там видит? Не может, это как бы другой вопрос. Искусство всегда находится за рамками того, что нам известно. Это всегда неизведанное, если это правильно, если это искусство. Это открывание нового при помощи художественных образов и художественного языка. Следом за этими художниками идут ученые. Это research. Они пытаются объяснить, что он там увидел, этот художник, в этом новом мире. Хотя бы каким-то языком, но научным стараются. Что происходит следом? Следом появляются технологии, которые после того, как ученый чего-нибудь объяснил, они пытаются приспособить это, привинтить и сделать это для нас полезным. Для чего нужны технологии? Для того, чтобы все знания и весь опыт сделать так, чтобы руки стали длиннее, скорости стали быстрее, глаза видели дальше и так далее. То есть технологии — это продолжение нас самих для того, чтобы мы
как бы в этом мире чувствовали себя быстрее, сильнее, умнее и дальше видели. Итак, Vision, Research, Development, 3 первые стадии. Что следует за development, скажите? За разработкой что следует? Продакшн. Почему английскими словами? Потому что на самом деле это их контекст, они нам его навязали, но приходится вам по-английски говорить, на самом деле можно и по-русски было сказать. Внедрение, производство, все понятно. Что следует за производством? Тестирование? Но нет, мы же произвели, надо это потреблять. Consumption. Там можно промоушен еще вставить, ну, потребление. Мы должны это скушать. Что следует за тем, что мы съели? Heritage – это круг, который мы, как очаг, внутри оставляем, когда мы складываем наследие. То есть то, что мы не смогли потребить, мы для потомков вот в этом круге накапливаем. Да? Вот. Следом за наследием, наконец, обливие, забытие. То есть это уходит в никуда, часть наследия исчезает, и на самом деле, попадая в эту черную белую дыру, оно вываливается в то пространство, которое является для нас неизведанным. Вот это такой обычный, с моей точки зрения, цикл, в котором живет все человечество, и каждый из нас, и любая индустрия, любая отрасль и так далее. Да? Вопрос, где здесь креативная экономика? Некоторые люди говорят, креативная экономика – это вот дизайнеры, это моды, это вот эти, это вот эти. На самом деле не так. То есть, может быть, кто-то думает, что вот это такой маленький сегментик, а я скажу, что в любой сфере экономики существует research and development. То есть, если вы, я всегда говорю, если у тебя есть парфюмерная фабрика и у тебя нет лаборатории, то есть нет research development, то ты будешь производить чужие запахи. Ты не сможешь изобрести свои. Точно так же требуется в атомной промышленности, но в любой сфере существует вот эта разработка и внедрение. Так вот она, креативная экономика. То есть все, что находится во внешнем круге, то, что занимается разработкой и созданием нового, и есть креативная экономика. Это значит, что на самом деле, ну вот VRDP, мы даже так специально написали, VRDP это и есть креативная экономика, это тот цикл нашей жизни и деятельности, который открывает новое, объясняет это, приспосабливает и позволяет это производить для того, чтобы нам всем жить, развиваться и так далее. Поэтому здесь ответ на вопрос, а где художники? Это vision. Где ученые? Это research. Где технологии? Это вот это. Если так вот аккуратно это представить, очень легко отвечать на вопрос, где стык между учеными, где художники, где изобразительное искусство и так далее. На самом деле, с нашей точки зрения, творчество находится в 3 областях. Существует художественное творчество, это искусство. Существует научное творчество, это открытие при помощи научных методов. И существует техническое творчество, которое связано с технологиями. Это 3 области, в которых происходит человеческое творчество. Не нужно думать, что творчество – это только искусство. Вот эту картинку я не буду комментировать. Мы так однажды нарисовали все 4 пространства для того, чтобы сказать, что цифровое пространство и информационное – это абсолютно разные вещи. Потому что в цифровом пространстве, вот в этом пространстве, существуют только нули и единицы, и человек туда не попадает. Человек живет здесь, социальное и ментальное пространство. Здесь живут бренды в информационном пространстве. А в цифровом живут алгоритмы, нули и единицы, и там живет искусственный интеллект. Это прям его место, где он там себя чувствует комфортно. А мы туда не можем попасть. У нас есть только возможность интерфейсы какие-то создавать, чтобы там чего-нибудь для себя посмотреть. А он все время расширяет сферу цифрового пространства по мере того, как мы ему строим датчики, предоставляем дополнительную информацию и так далее. То есть вот эта верхняя часть цифрового пространства или цифровая культурная среда, она всегда расширяется. Здесь на хорошем экране было бы чудесно видно раскрытие каждой из этих областей. Но я сказал, что у вас будет такая презентация. Digital, social, physical, media. Digital и media – это абсолютно разные вещи. Следующий этап цифровой революции пройдет под знаком слияния технологий с креативными индустриями. Такая смесь станет результатом деятельности людей,
восхищающихся как красотой искусства, так и точностью инженерной мысли, как гуманитарными науками, так и современными технологиями. Уолтер Айзексон, биограф Стива Джобса. То есть это как бы такая фраза, которая отвечает на вопрос, о чем это я. Я вот об этом. О том, что мы не можем сейчас искусство рассматривать в абсолютно чистом виде, это вотчина художников, только они так могут. А мы, если мы пытаемся отыскать какие-то для себя ходы, решения, развитие и так далее, нам приходится видеть комплексно эти вещи во взаимосвязи друг с другом. У нас с моим коллегой Иваном Карпушкиным есть две книжки, которые в 2019 году мы выпустили, которые раскрывают креативное инновационное пространство. Их, кстати, можно где-нибудь отыскать. И креативная инновационная деятельность – это цикл, когда креатура еще сочетается с инновациями, и от идеи до рынка нужно вот такие стадии. Идея, прототип, минимальный жизнеспособный продукт, стартап, бизнес и так далее. Эту штуку мы объединили в некую такую для себя науку. Мы уже на философском факультете прочитали такой цикл нескольким курсом. Мы ее называем моногономика. Много нового и много нового. Спасибо. Спасибо. Так хорошо, когда рядом с художником, есть лириком, есть физик, да? Тут мы тут что-то размахивали руками, пытались что-то объяснить. Наконец появился человек, который все привел в табличку, все высветлил. Все поставил на свои места. Да, замечательно. Так, вот я, слушая Олега, я вспомнил прогнозы Рея Курцвейла, который говорил, что скоро наступит сингулярность, и это с 24 года произойдет. Со следующего года ждите экспоненциальный рост технологий, и не только технологий, а вообще всего и вся, что туда будет вливаться, и этот черный ящик и будет выходить в неком другом виде. Но также меня очень смущает, есть такой довольно известный психофизиолог американский Роберт Сапольский. Он утверждает, что воли у человека никакого нет. Что мозг это такой своеобразный автомат, и что там что-то вложено, и его поступки, слова, мысли это не что иное, это просто такой формуляр, который, в принципе, ему кажется, как будто он думает, а на самом-то деле он-то не думает. Это за него мозг хитро все, значит, решает, выставляет, а он-то думает, что он думает. Вот. Но если даже это так, это довольно пессимистический такой, но он базируется на научных исследованиях, то, чтобы наш автомат условный, согласно Роберту, значит, Сапольски, мы должны по-другому форматировать. То есть мозг это такое пространство, значит, туда что-то не все подряд пихать, это означает, наверное, не все подряд видеть, слышать, а что-то такое весомое, необходимое, чтобы вы делали всегда верные выводы и, возможно, делали какие-то перспективные решения на будущее. Я своему другу Антону сейчас хочу передать слово. У него очень интересная тема. Вот сейчас Старов Антон, очки забыл, я уже, видите, возраст идет, алгоритм и парадокс как инструментарий творчества. Антон представляет известную в России компанию Интоку, с которыми наша республика довольно активно работает. И сейчас мы послушаем его высказывание, его видение вообще всей этой темы. Пожалуйста, да. Старов Антон. Я тоже, здравствуйте, немного введу, кто я. По образованию я математик-инженер, прикладная математика, мат-моделирование, экономика и техника, чтобы было понятно. А второе образование у меня философия.
Вот. А занимаюсь я инженерией на текущий момент и внедрением, соответственно, различных мультимедиа-проектов. И на данный вопрос я сейчас посмотрю с точки зрения бизнеса. Я вот слушал предыдущих докладчиков и для себя очень сильно обнаружил, как много конфликтов в том, чем я занимаюсь, с тем, соответственно, о чем здесь выступали. Вот. И сейчас этот конфликт, я надеюсь, немножко проявится. Для начала я хотел, соответственно, тоже задать вопрос из зала, как много людей здесь уже используют нейросети в своей профессиональной деятельности. Есть кто-нибудь? Вот, 1, 2, 3, 4 человека. А в своей повседневной деятельности как много людей используют? 1 поднял. Ну вот, кстати, вы меня обманываете, потому что в своей повседневной деятельности вы используете нейросети постоянно. Если вы думаете, что это какое-то современное решение, то я вас удивлю. Первая нейросеть, называется LNet-5, была придумана в далеком 1998 году. Ее задача была достаточно простая — распознавать рукописный текст. Была она придумана для того, чтобы распознавать почтовые индексы. То есть задача стояла очень простая — распознавать почтовые индексы, и, соответственно, под это дело была придумана соответствующая нейросеть. То есть существуют они сами уже 25 лет, соответственно, чем они занимаются в нашей повседневной жизни, представлено на этом слайде. Это распознавание рукописного текста. Все, у кого есть айфоны и другие смартфоны, прекрасно знаете, что есть заметки, где вы можете писать рукописный текст, который потом каким-то образом переводится в печатный текст. Рекомендательные системы, да, то есть Кинопоиск, Яндекс.Музыка, все они также являются нейросетями. Голосовые ассистенты, переводчики, ну и последнее, здесь, естественно, указаны не все, наиболее популярные, это ныне внедряемые автопилоты, это все представители этих самых нейросетей. Поэтому учтите, что вы их все используете ежедневно. Вот. Небольшой ликбез, поскольку не прозвучало, разрешите я так быстренько пройдусь, что такое нейросеть. Картинка поставлена исключительно для устрашения. Соответственно, что нам нужно понимать? Надо понимать, что нейросеть — это в первую очередь компьютерная программа, которая построена на математических вычислениях. То есть это алгоритм. Любая нейросеть действует только в рамках тех правил, которые в ней прописаны. И за эти границы выходить не может. Это то важное, что мы должны понимать, когда говорим про нейросети. Они всегда существуют в рамках тех ограничений, которые для них сделали люди. И тут я, кстати, по поводу Маска немножко бы поспорил по поводу того, почему они написали это письмо, потому что GPT-4 была готова еще в сентябре прошлого года, и полгода компания OpenAI потратила на то, чтобы учесть замечания большого количества специалистов, каким образом сделать эту нейросеть безопасной для использования. То есть каким образом сделать так, чтобы люди при ее использовании себе не могли навредить. Соответственно, в своей повседневной деятельности я нейросети использую уже больше года. Одна из той деятельности, которой я занимаюсь, это видеопродакшн. То есть это съемка видеоматериалов, трансляции их онлайн, проведение различных конференций и прочего. Соответственно, что мы используем в своей работе? Первое — это, естественно, обработчики изображений, то есть разного рода удаление фото, обработка фото, стилизация. Это все делают нейросети. На сегодняшний день они доступны практически все онлайн. Алгоритмы выложены в виде сайтов или, соответственно, каких-то дополнительных программ, которые вы можете установить у себя. Второе, соответственно, это обработка видеофайлов. На сегодняшний день нейросети предлагают нам достаточно большой функционал по работе с видеофайлами. Мы, например, в основном используем это переводы на иные языки. То
есть видеофайл, записанный на русском языке, загружается в нейросеть, и на выходе я получаю перевод с генерированным аудиотекстом на необходимый мне иностранный язык, плюс, соответственно, субтитры. Как мы это используем? Мы используем это в съемках курсов. Как вы знаете, есть достаточно большое количество иностранных онлайн-университетов типа Udemy и прочих таких, куда у нашего человека был ограничен доступ ввиду, соответственно, языковых ограничений. Вот последние полгода мы занимаемся постоянной переработкой ранее записанных русскоязычных курсов и размещением их на соответствующих площадках. То есть с точки зрения доступности того, что мы хотим донести до всех граждан Земли, данная нейросеть нам значительно расширяет возможности. Мы проверяли, соответственно, у носителей языка качество перевода, они подтверждают, что качество перевода достойно и, соответственно, использовать это вполне возможно. Ну, в частности, например, мы проводим когда конференции, где участвуют иностранные делегаты. Если это видео, которое если их выступление записано на видео, оно переводится на русский язык и сразу вставляется уже с русским языком. Вот. В этом контексте, например, синхронный перевод у нас в процессе конференции практически закончился, поскольку все равно все так или иначе дают уже записанные видео и переводится оно в автоматическом режиме. И ровно то же самое в обратную сторону, соответственно, выступления на русском языке переводятся на иностранные и также отсылаются делегатам на иностранных языках. Работа с текстом, соответственно, нейросеть осуществляет распознавание речи, то есть то, что, соответственно, было прочитано, рассказано, и, соответственно, есть нейросети, которые проводят грамматическую стилизацию, то есть исправляют язык, делают текст более читаемый, более приятный, соответственно, для размещения, например, после тех же конференций. Это были так называемые инструментальные нейросети, то есть, которые работают как некий вспомогательный инструмент человека, облегчающий его взаимодействие, соответственно, с тем материалом, которым он работает. Здесь не упомянул я те элементы, которые встроены уже в программное обеспечение, типа DaVinci, Photoshop, в другие программы. Они тоже работают на уровне инструмента, позволяя облегчить тот или иной технологический процесс. Вторая часть, это более интересная, это так называемые генеративные нейросети. Что же это такое? Это нейросеть, которая обучена на определенных массивах данных и умеет создавать, исходя из этого массива, некий новый материал. Вот предыдущий докладчик уже озвучивал это. Наиболее известная, соответственно, это GPT-4, текстовый модулятор. Что она умеет? Умеет она автоматически писать статьи, переводить текст, формулировать ответы на заданные вопросы, создание рекламных текстов, суммаризация текста, то есть вы можете загрузить в нее достаточно большой объем текста, попросить из нее сделать выжимку основных важных мыслей. Написание кода добавилось в последней версии, она умеет программировать на сегодняшний день, делает это достаточно успешно на уровне junior. Вот. И, соответственно, распознавание изображений и взаимодействие с этими изображениями тоже добавлено в последней версии. Ну, как пример, это можно нарисовать дизайн сайта просто на листочке, сфотографировать и в результате получить рабочий код, который, соответственно, тут же разместить на сайте. Как используем данные возможности мы? Мы используем эту сеть уже больше года. Основное наше направление использования — это как раз формулирование работы с текстами. Это написание пригласительных писем, это обработка докладов, которые были прочитаны, как раз вот, собственно говоря, сбор этих summary и результатов, написание прочих текстов. Насколько экономит время? Очень сильно экономит время. Какие есть сложности и проблемы? Сложностей и проблем в целом нет. Тексты, которые она пишет, люди воспринимают вполне себе хорошо. Какой
Соответственно, минус, лично я в этой всей системе увидел. Минус в том, что действительно человек из этой системы начинает выпадать. С точки зрения бизнеса не нужны гениальные тексты, нужно некоторые усреднения, да, то есть для того, чтобы, соответственно, человека пригласить на конференцию. К сожалению, у нас здесь нет возможности. Я бы подключил просто ноутбук, показал, как она генерирует этот текст. Вот как бы я написал просто «сделай приглашение на эту конференцию», и она может это написать совершенно в разных стилях. В стиле, соответственно, чиновника, в стиле какого-то креативного дизайнера, может написать в стихах. Я ее попросил написать на якутском языке. Ребята говорят, что некоторые слова она угадывает, остальные не очень понятны. Она, соответственно, мультиязычная, то есть можно задавать ей задания на одном языке, чтобы она выполняла на другом языке. При этом у нас в компании исчез человек, который занимался копирайтингом. То есть фактически появление этой нейросети привело к тому, что некоторые специалисты начали вымываться из бизнеса, поскольку необходимость их в бизнесе пропала. Я еще раз обращаю внимание, что это взгляд именно со стороны бизнеса. То есть мы как бы думаем, я сейчас нахожусь в позиции бизнесмена, который думает о том, что нужно зарабатывать деньги. Это очень важный момент для тех, кто сейчас все-таки учится, для того, чтобы понимать, почему там будет чуть-чуть дальше слайд, к которому я вернусь еще раз к этому вопросу. Следующие генеративные сети, которые тоже, наверное, всем уже известны, здесь уже транслировались, это Midjourney. Мы используем еще Stable Diffusion. Это генерация различного вида изображений, стилизация изображений. Опять-таки в своей работе мы постоянно занимаемся генерацией различного рода логотипов, сопроводительных изображений, каких-то абстрактных изображений, как коллега из ДИАИ говорил, для оформления проведения мероприятия постоянно генерируются изображения. И это опять-таки привело к тому, что люди, которые делали нам дизайн, они тоже перестали быть нужны, давайте прям так скажем. Следующее – это музыкальные генераторы. Если вы занимаетесь трансляциями на YouTube, вы, например, знаете, что если YouTube слышит, что вы используете какую-то музыку, он, соответственно, вам пишет предупреждение, что вы тут нарушаете авторские права, и дальше может напросто закрыть вашу либо трансляцию, либо видеозапись, либо прочее. И вот здесь вот как раз вопрос авторских прав. С точки зрения бизнеса, генерация музыки – это отличное решение, поскольку авторских прав нет. То есть с точки зрения искусства авторские права важны, да, с точки зрения бизнеса мне интереснее как раз, чтобы авторских прав не было. Я обращаюсь к нейросети для того, чтобы получить некое музыкальное сопровождение, которое опять-таки оно усреднено, оно не содержит в себе никаких гениальных решений, но позволяет мне получить необходимый мне результат. Это практичный, соответственно, взгляд для решения, соответственно, необходимых задач. Здесь было небольшое видео, просто демонстрация, как это все работает. Но поскольку у нас, к сожалению, интернет нет, то я этот слайд пропущу. И мое личное осмысление того, к чему это все идет. Есть такое интересное исследование, проведенное, соответственно, на нейросетях как раз GPT. В них загрузили экзамены, которые проходят люди по американской системе. И вот здесь вот на графике отражено количество, скажем так, то есть чем выше столбик, тем больше количество людей не сдало этот экзамен, а нейросеть его сдала. И здесь я хочу обратить внимание на вот те столбики, которые подходят к отметке 100%. Это обозначает, что данные области знаний нейросетью перекрываются практически полностью. И человеку надо обладать крайне высокими возможностями в этих областях знаний, чтобы конкурировать с этой самой нейросетью.
И вот этот вопрос, как мне кажется, волнует Маска и ему подобных людей. Почему? Ответ, на мой взгляд, очень простой. Нейросеть лишает человека смысла. То есть вы учились 5, 6, 7, где-то 8 лет, где-то 10 лет, совершенствовались в своем труде, потом выходит программка, и которая полностью перечеркивает весь труд вашей жизни. Именно это, на мой взгляд, на текущий момент является самым таким опасным с точки зрения работы вот этих вот генеративных сетей. Я это вижу на своем опыте как бизнесмена, потому что я увольняю людей, которые у меня работали 8-10 лет, просто потому что они стали мне нужны. Вот. Что касается, ну, как бы такой слайд, мем, который ходит по сетям, которые занимаются этим вопросом. Верхняя читается, когда ты узнал, что ChatGPT может сделать твою работу, а нижняя читается, когда ты узнал, что ChatGPT может сделать твою работу. Да, то есть этот момент необходимо сейчас в своем обучении, развитии постоянно учитывать. К сожалению, мы от этого уже никуда не денемся. Данная технология уже внедрена, она уже работает, и убрать ее будет крайне проблематично. Вот. Мы сейчас как бизнес работаем с точки зрения применения этих технологий, развития в тестовом режиме. Мы, соответственно, сейчас, например, отрабатываем вариант музейного экспоната с индивидуальным экскурсоводом. Наличие большого количества нейросетей позволяет нам реализовать функционал, когда человек подходит к экспонату, может выбрать, кто и как будет ему об этом экспонате рассказывать, может задавать вопросы, уточняющие про этот экспонат, и получать ответы. Единственный минус, который есть в текущем нашем положении, это скорость генерации соответствующего контента. На текущий момент у нас скорость это где-то 7-10 минут на вопрос. То есть обработка вопроса человека, перевода его в текст, отправка в GPT, получение обратно, перевода в речь и возвращение человека занимают достаточно продолжительное время. Как только это время будет сокращено, вот вы показывали прекрасный слайд, да, вот эти интерактивные вещи начнут, мне кажется, внедряться очень быстро, поскольку действительно ChatGPT позволяет очень индивидуализировать работу с определенными вопросами. На предыдущем слайде здесь есть история искусства, вот предпоследняя колонка, как видите, она очень хорошо отрабатывается, например, этой нейросетью. И те же самые походы по музеям становятся более интересными. Ну и опять мы приходим к тому же конфликту, парадоксу работы этого алгоритма, что те же самые экскурсоводы, они должны как-то очень сильно продвинуться или изменить то, как они подают свой материал, для того, чтобы остаться внутри бизнеса. Все-таки музей – это тоже в каком-то смысле бизнес. Вот. И второй момент, который я тоже хотел отметить, с развитием всех этих нейросетей и возможностей по обработке очень сильно будет возрастать, на мой взгляд, здесь я даю исключительно свой опыт и опыт нашего компании осмысления взаимодействия с этими всеми элементами, опыт человеческого проживания. Мы его называем, что люди ударятся в мистику, условно говоря, поскольку практическая деятельность будет замещаться нейросетью, а вот опыт проживания какого-то совместного, он, соответственно, будет выходить на первый план. Мы сформулировали эту мысль таким образом, что те люди, которые будут слабы и пойдут вот по верхней грани, подумают, что нейросеть сможет сделать за них всю работу, они проиграют. Вторые, которые будут более сильные, поймут, что нейросеть – это инструмент и расширяет их границы. Но самым ценным будет то, что отношения, например, учитель-ученик
станут еще более острыми, яркими для человека и важными, потому что они выводят его из рамок вот этого вот цифрового состояния взаимодействия с цифрой, возвращая его к некоторым, на сегодняшний момент, как мне кажется, слегка утерянным человеческим потребностям. То есть совместное проживание, совместное творчество, чувствование друг друга. Вот такой вот вывод у нас родился, исходя из того, как мы весь этот функционал эксплуатируем и что мы видим, как оно внутри нашей работы развивается. Вот. Так что особенно, мне кажется, это важно понимать сейчас молодежи, что самый опасный путь – это подумать, что нейросеть решит за вас все ваши проблемы. Нет, это не будет, потому что сразу возникнет нижний вариант. Тот, кто будет, условно говоря, давать вам работу, он также поймет, что нейросеть за вас решит ваши все задачи. А вам нужно стремиться к тому, чтобы нейросеть была вашим инструментом, и не забывать, соответственно, что все-таки все мы люди, и нам, помимо того, что делать работу, надо еще как-то жить. Спасибо. Так, друзья, мы приступаем ко второй части нашей дискуссионной площадки. Предлагаю такой формат, когда нам нужно принять итоговый документ. Вот. Нам нужны идеи, проекты по теме нашей дискуссионной площадки, какие-то предложения, возможно, идеи озвучить, которые войдут в копилку вот этих предложений, на основе которого мы сконструируем тему будущих проектов, где, собственно говоря, найдется место творческому человеку. Кому сначала подойти? Вы можете, в принципе, задать вопросы нашим гостям, если есть таковые уточняющие, да? Пожалуйста, не больше 3 минут каждому, да? Так, где у нас? Да, можете выйти, можете сидеть. 3 минуты. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста, сначала. Добрый день, уважаемые участники. Я представляю компанию ООО «Вертекс», лицензиаты Министерства культуры, занимаемся объектами культурного наследия. Базовое мое образование, я сам учитель биологии и химии. В силу, чем занимается наша компания, я руковожу направлением по объектам культурного наследия. И в силу получения лицензии в 2021 году, за этим 1,5 года мы уже получили какую-то информацию о ситуации по объектам культурного наследия на территории нашей республики. В части я хочу взять пример города Якутска. Об объектах культурного наследия знает только несколько структур. Это департамент по объектам культурного наследия Республики Саха-Якутия, есть краеведы, есть фанатики нашей истории и так далее. Молодежь, вот та, которая вот сидит здесь рядом, да, вот за нашими спинами, те, которые сейчас в школе, либо еще где, они практически не знают. Ну вот видят бронзовый памятник, еще какой-нибудь сквер, место какое-нибудь, уникальное, озеро Сайсары вот видят, и все. А что связано с ним? Какая, историческая информация? Ну, никому не интересно. Все живут вокруг айфонов, с помощью айфонов, они воспринимают их. Наша компания, предлагает вот что, вот, как Ян сказал, практически. Да? Наша компания, предлагает на базе нашей платформы сделать именно цифровую модель каталога, либо списка объектов культурного наследия. Сейчас мы заключаем договор с структурным подразделением
нашей мэрии СГХ мы будем ремонтировать и реставрировать несколько объектов. Первое – это Дежнев и Абакаяда, Бикетов, Митрополит Иннокентий и несколько еще объектов. На базе данных объектов мы хотим дать информацию для всех. Это не только для специалистов, которые тут сидят, это не только для студентов, но и для школьников, для пенсионеров, для бизнеса, для политиков и так далее. Именно потому, что у нас в республике нету данных. Просто нет. Значит, бумажный носитель, может быть, есть, но в электронном виде нет. Поэтому наша команда приглашает всех участников, желающих. Я бы хотел бы видеть именно не только специалистов департамента, не только музееведов, не только каких-нибудь экспертов, но и обычных людей, вот, разного возраста. Потому что ценности, видения каждого поколения разные. Некоторые видят памятник Дежневу как бронза, некоторые просто приходят, некоторые узнали о Дежневу после тех мероприятий, которые у нас были в декабре. Все соцсети России узнали, что осквернили памятник. И с помощью данной площадки я бы хотел, чтобы люди знали, что есть такие памятники, истории связаны, с семьей какой-то связаны. Вот наша Якутия, она многонациональная, но я бы хотел бы видеть, чтобы мы знали все. Мы бы хотели бы видеть, чтобы принимали участие все жители разного возраста, разного социального. А второе, вот на базе нашего предприятия мы бы хотели бы сделать именно лабораторию. У нас очень много музейных экспонатов, огромное количество, которые они просто в складах лежат. Никто им не занимается, потому что их надо реставрировать, ремонтировать, даже текущий какой-нибудь ремонт. У нас нет, у нас специально привозят специалистов из центральной части России. Местных кадров нет. Есть художественное училище. В этом году будет первый выпуск именно реставратора. Только 3 человека. На базе именно художественного училища. Но лицензия другого учебного заведения, которое находится в центральной части. Направление очень актуальное. Можно стать пионером. У каждого свои мотивы. Да? Кто-то может получить за то, что стал именно те, которые принимают в данном проекте участие, бизнес-интерес, исторический. Кто-то свои идеи просто хотят. Вот эти вот направления, если мы будем сообща работать, именно государство, департамент, бизнес, история, общественность, тогда у нас все получится. И наше поколение уже будет по-другому относиться к тем памятникам, которые есть и которые будут выявлены. У нас очень много направлений, рукотворные, исторические, и есть такие уникальные места, которые связаны с нашим народом, с народом Саха, например, как озеро Сайсара. И это место сейчас будет обновляться, благоустройство озера Сайсара. Главный архитектор вот сидит, если общался какое-то время. И наша компания тоже, возможно, будет брать участие. Поэтому, с точки зрения практики, есть 2 проекта. Приглашаю все заинтересованные лица в данные проекты. Проекты очень интересные, актуальные для нашего города, для нашей республики и для нашего уникального народа Саха. Потому что народ Саха, он уникален, он чист, и ту базу, которую мы дадим через памятники, мы какую-то маленькую ячейку информации в воспитании наших детей. Все. Все, Леонид. Так, 3 минуты придерживаемся, господа. Но я адаптирую ваше предложение под тему нашей дискуссионной площадки. Немного звучит на стороне, но причешем, что называется. Так, у кого есть желание предложений, пожалуйста. С места можно? Где? Можно с места. Представьтесь только сначала,
Вертикально. Здравствуйте, меня зовут Петр. И вот я сегодня, недавно, пару часов назад, смотрел фильм «Дитя робота». И такой вопрос. Будет ли нейросеть анализировать человека психологически точнее и в итоге вырастить идеальное поколение? Вы кому интересуете вопрос? Кому-нибудь, да? Все понятно. И в процессе тренирует талантливых, то есть творческих людей, как находящихся в пограничном состоянии. Такой вопрос. Спасибо. Так, ну вопрос интересный. Кто желает держать ответ? Ну, кому? Вам, наверное, да? Нейросеть не будет выращивать детей. Она в цифровом пространстве живет, там нули единицы, как я сказал. Другое дело, что нейросеть может оказаться фильтром и выставлять какие-то оценки по своему усмотрению. Кому-то что-то открывать, кому-то что-то запрещать, потому что я могу предположить, что нейросеть очень легко может закрыть кому-нибудь, ну, например, какую-нибудь карту кредитную или там какую-то, в случае наступления каких-то условий. Ну, то есть, я думаю, что нейросеть не способна заниматься производством людей, вот. Придумывать какие-то дополнительные компетенции людям, но чтобы стимулировать нас к какому-то развитию, я думаю, что она способна. И я, кстати, не согласен, что нейросеть это только алгоритм, который мы в нее заложили, потому что на самом деле, вот такой простой пример приведу. Смотрите, вот здесь нет ни одной картины, и допустим, нам бы хотелось сюда повесить картину. Вот художник какой-нибудь, который соберется ее нарисовать, он не очень угадает, кто эти люди, которые здесь сидят. Он не может проанализировать весь объем картин, которые вообще нарисованы и которые висят в подобных пространствах. Он не сможет проанализировать эмоции, которые существуют у людей, которые проходят мимо картины и которые так вот делают. То есть получается, что в этом смысле сама нейросеть, она более богата, чем то, что мы ей как бы изначально сами закладываем. То есть в этом смысле она в любом случае умнее любого художника, потому что у художника, у киношника, режиссера нужна насмотренность. Вот у нейросети насмотренность есть изначально, она все видит сразу. Здесь, мне кажется, был вопрос. Можно я тоже добавлю немного? Важно понимать, что любая нейросеть работает по принципу усреднения. То есть она усредняет те данные, которые в нее заходят. Поэтому вопрос с воспитанием детей, он в этом смысле тоже весьма специфичен. То есть она усреднит те технологии, которые мы в нее заложим, и не учтет, соответственно, тех особенностей, которые у вас присутствуют. Года 2 назад я обсуждал с одним хирургом, соответственно, возможно ли Ватсон научить оперировать людей. Она сказала, что в целом это, конечно, возможно, но люди настолько изменчивы, что, соответственно, смысла в этом нет. То есть каждая операция — это всегда некое уникальное событие. Нейросети можно использовать для решения каких-то очень простых, понятных вещей. То есть, например, наложить шов. Она это сделает уникально, лучше, чем любой хирург. Но посмотреть внутрь человека разрезанного и определить, что и где и как надо сделать, вероятность ошибки там достаточно значительна, именно потому что усредняется некоторые значения. То есть она не делает гениальных вещей, она делает усреднение. Мне в этом нравится все, кроме слова усреднения, потому что на самом деле, если я попрошу нейросеть сделать картину вот сюда, такую, которую никто не делал, она легко сможет сделать картину, которую никто не делал. То есть она не будет брать среднее что-то, а она сделает абсолютно уникальное, потому что она знает все, что сделано. Я пример приведу такой, что я попросил нейросеть, чат GPT, просто написал такое: напиши сюжет, как мальчик оказался в лесу и встретил медведя. Но не знаю, есть такие истории или нет, что мне написала нейросеть. Однажды летним вечером маленький Том отправился в лес за ягодами вместе с мамой и сестрой. Он был настолько увлечен сбором ягод, что не заметил, как отдалился от остальных. Когда он понял, что потерялся, страх охватил его. Он бродил в лесу, пытаясь найти дорогу назад, но только терялся еще больше. Наконец, когда уже стемнело, он наткнулся на большого медведя.
Том испугался и замер на месте, но медведь не напал на него. Вместо этого он просто уставился на мальчика, как будто интересуясь им. Том не знал, что делать. Он стоял там несколько минут, пока медведь не повернулся и начал двигаться вглубь леса. Том последовал за ним, понимая, что это может быть его единственный шанс найти выход из леса. Пока они шли, медведь периодически оглядывался на мальчика, словно убеждаясь, что он следует за ним. Через некоторое время они вышли на поляну, где уже ждала мама Тома вместе с родными. Медведь просто остановился, наблюдал за ними, а затем медленно ушел обратно в лес. Том рассказал всем свою историю, и никто не поверил, что он встретил медведя и не пострадал. Но Том знал, что медведь не пытался ему навредить, а просто помог ему найти дорогу домой. С тех пор Том всегда осторожно смотрел на животных в лесу, но он больше не боялся их, ведь он знал, что они могут быть друзьями. Давайте похлопаем. Олег, я думаю, что под словом «усредненно» здесь не имелось в виду конкретное произведение, если это можно назвать произведением. Здесь имеется в виду, насколько падает уровень культуры в этой ситуации, просто-напросто. А он падает для меня катастрофически. Потому что то, что повесит здесь вот это вот нейросеть, это будет для меня, как для художника, катастрофа. Там не будет никакого духовного начала. Точно так же, как в том произведении этого человечка маленького, который написал. Там духовного нет вообще ничего. Теперь, да, и теперь еще раз говорю, в результате применения нейросети в том формате, о котором идет сейчас речь, уровень культуры падает. Извините меня, на сцене начинают петь поющие трусы. Уже давно это всем понятно и известно. То же самое происходит в любой сфере строительного искусства, в любой сфере фотографии и так далее, когда может создать, только что она создаст. В этом случае был замечательный у нас когда-то конферансье некто Брунов. Я в детстве был в колонном зале Дом Союзов на концерте, который он вел, и после исполнения очередной арии, очередным, так сказать, маэстро, он тоже вышел и запел замечательным бархатным баритоном. Зал не понял, а потом он пропел, вы не поверите, голосом Робертино Лоретти. Тут зал уже задумался. А дальше он сказал, теперь я могу за хор Пятницкого. Тогда не было нейросети, хотя для меня первое ее проявление, это начало 60-х годов. Тогда был магнитофон со стереозаписью или с диском стерео, да, допустим. Они поставили спокойненько на колонный зал Дома Союзов, дали вот такую вот историю. Вот. Поэтому уровень можно как угодно подогнать и подобрать. Теперь относительно вопроса. Вопрос был вообще-то не об этом. Вопрос был о том, может ли нейросеть определять потенциал человека, может ли он потом заниматься творчеством или не может. Если такое будет, извините, я застрелюсь. Потому что это невозможно. Творчество может быть только у человека. Никогда в нейросети, я уже сегодня об этом говорю, творчество – это духовное состояние, это не мозг. Сегодня о мозге очень много. Нейросеть считает в миллион раз быстрее меня, как художник, в миллион раз. И об этом тоже сегодня говорю. Но она никогда не вложит ту духовность, то восприятие мира. Поймите, что такой художник – это человек, который более остро воспринимает окружающую действительность. Об этом вам сегодня кружочек нарисовали, он вон там, он не в кружочке. Он воспринял, там сам себе что-то свалил, а вот в кружочек он попадет тогда, когда сумеет в общее пространство свою мысль донести. То есть то, что он протащил через сердце, ту информацию, которую он получил, он доносит туда. А тогда он вернется в этот круг. И тогда начнет работать то, о чем дальше говорил. Тогда ученые, конструкторы, уже там производство, потребление и так далее, то, о чем вы уже говорите. И получится тот средний определенный вариант. Если мы говорим о высоком искусстве, то с нейросетью никогда не будет связано. А то, чем мы говорим, что я другой пример, вы сказали, что можно интегрировать музыку. Я, правда, хотел уточнить слово интеграция. Потому что если это сборная солянки чужих произведений, то тогда в суд я подам вам мгновенно. Мгновенно на ваши... Как только вы в общественное пространство выложите такую штучку, я тут же подам на суд. Ребятки, которые занимаются эстрадой, они делают лучше художников. Художник как раз здесь послабее. Но даже я с вами справлюсь. Если же он сам ее сделал, а это у нас прозвучало впервые в замечательном художественном фильме, который назывался «Даже до понедельника». Там есть сюжет, когда герой Тихонов приходит домой и беседует с своей мамой. А в этот момент по телевизору фоном идет как раз история про то, как ЭВМ создает электронную музыку. Извините, фильм, наверное, 68-го года примерно. То есть, опять, еще один заход, когда появилась нейросеть. Намного раньше, чем мы даже можем себе представить. Вот такого вот выражения. То есть тоже это есть. Теперь я хотел бы вас уточнить
относительно того, что письма распознавались первые нейросети. На моей памяти письма индексы почтовые начали распознаваться в конце 70-х годов, когда мы по точечкам заполняли на конвертике этот индекс, и спокойненько на почти всех почтовых отделениях Москвы машинка это быстренько раз, и все. Только она тогда, если вы чуть-чуть мимо написали, то и ваша письмишка попадала в корзинку. Могло вообще больше никогда никуда не уйти. Да, хорошо, тогда да. Вот. Относительно, еще раз, возвращаясь к моему вопросу. Потенциал свой, творческий, определить может только сам человек. На сегодня вся беда в том, что, допустим, в художественный вуз приходят ребята, уже извини, Ариан, что я так много времени отнимаю, приходят ребята, у которых право после ЕГЭ поступать в 5 вузов, либо в одном на 5 факультетов, отделений и так далее, и так далее. Ему все равно рыбный, текстильный, художественный или еще какой-то. Где, извините, повезет, туда и пришел. А раньше, допустим, чтобы попасть в Строганов, сначала должен был, правило было записано, иметь среднее специальное образование, подчеркиваю, на уровне училища и такой школы, когда закончил. И принести работы сначала, предъявить их приемной комиссии, тебя допускали до экзамена. А первые экзамены были по специальности, а не по общеобразовательным предметам. И благополучно в Строгановке, допустим, на мое отделение, было 12 человек на место, а мест было 8. А после спецпредметов, которые шли первых, оставалось от силы 1,5 человека, на 8 мест 12 человек на место. Вот таков критерий отбора туда. А на сегодня, подчеркиваю, вот я уже, извините, с дизайнерским вузом связан хорошо, их очень много. Факультетов по стране примерно 63, если я уже сейчас правильно помню цифру. Кафедр, факультетов, вузов и так далее. Да, секундочку. Так вот, ребята туда приходят, практически не умея рисовать вообще. А я уже сегодня говорю, что часы живописи и рисунка ушли, то есть базового предмета больше нет. Какими критериями мыслить? На втором курсе они говорят, научились нажимать кнопку, потому что мы уже дизайнеры. И вываливают вот тот усредненный ураган, который мы получаем, заменяя вот этим цветом настоящую профессию. Ее заменить нельзя, иначе мышление становится на очень низком уровне. Спасибо. Спасибо. Аплодисменты. Так, в свете сказанного, заданного вопроса, вот я видел фильм, я скажу так словами, оформленный нейросеть. То есть там сценарий фильм написал, придумал форму, подобрал, синтезировал актеров, голоса. Я посмотрел, эта вещь, откровенно говоря, вызывала какое-то ощущение некомфорта. То есть там у женщины то глаза пропадали, то усы появлялись, а у мужчин, значит, там рот как-то так вот. Ну это короткий метр, это вот в конце прошлого года. Если кому интересно, посмотрите для забавы. В общем, какое-то вот, ощущение такое, вот, осада какой-то остается. Ну, это сказано. Но если, допустим, потенциал возрастет, то, возможно, и эти изъяны потом впоследствии исчезнут. Так, значит, я уже намечаю круг вопросов, что-то говорить. 1, 2, 3, значит, 4, 5, 6, 7. Еще кто желает? Так, значит, таким образом, сперва коротко предложение. Забыл про предложение, извините, пожалуйста. Да. Я хочу в каком-то смысле напомнить всем, что была замечательная фраза сказана. Мы можем сейчас, допустим, предложить или внести, что действительно надо максимально усилить обучение тому, о чем вы говорите. Но сразу не забывайте вашу концовку, что мы тут же можем наступить на грамоту. И если это будет неграмотно, то мы половину, извините, республики лишим работы просто. Давайте впрямую об этом говорить, поэтому надо быть очень аккуратным вот в таких вот вещах. Нужно обучать, безусловно, нужно. Точно так же, как повышать требования к творчеству, когда люди поступают в художественный вуз. Нужно, но надо все время вот эту гармонию, которую вы совершенно справедливо ее соблюдать. И выбрасывать нельзя, но и
Вот, да, еще сам наш форум в начале сегодня утром звучало, что он посвящен неким возвратам, тем ценностям, которые были вами там 40-50 лет тому назад, советское даже. Я не готов уйти дальше по ложечке, но, допустим, так. А если мы об этом говорим, тогда, конечно, нужно применить те инструменты, которые Костюм тоже говорил. Это 12 лет ученики школы имели возможность по всей стране ездить, получать материалы, то, чтобы писать, рисовать, лепить, еще стипендию. Так. Первый у меня было 16 рублей, а в 17 лет уже 20 рублей. По тем временам, поверьте мне, это совсем нехило было. Да. Спасибо. Можно я еще один момент добавлю, который для искусства важен и не очень очевиден, возможно. Важно помнить, что нейросеть обучается, то есть она берет материалы, которые ей предоставляют, на них учится. И в этом смысле, когда я этот вопрос осмыслял, я для себя осознал, что для художников это очень плохой момент, потому что то, над чем вы работаете, к чему прикладываете огромные усилия, попадая в нейросеть, вашу работу обесценивает, потому что становится ширпотребным, давайте так скажем прямо, да. И в этом смысле, как бы, вот, если о чем-то и говорить, то нужно продумывать в том числе и защиту вот этого самого творчества, труда души, чтобы не было возможности обесценивать труд человека и обесмысливать его. Потому что человек может очень долго над чем-то работать, потом это попадает в нейросеть, и вот как бы почти все, что задаром стремился, да. оно вдруг как бы вот... С одной стороны, это хорошо, оно стало доступно всем в том или ином виде, но с другой стороны, то, что легко досталось, оно очень мало ценится. И вот ценность этого труда, она будет нивелироваться и, соответственно, падать. Согласен. Спасибо. Так, хотели вопрос? Кто? Давайте. Предложение. Вопрос отдельно, очень коротко. Меня зовут Громова Ксения Александровна, Национальный центр СИМов. Конечно, прослушав всех, как бы приходишь к выводу, да, это здорово, это хорошо, о том, что будет нейросеть и так далее. Конечно, я с вами абсолютно согласна, что обесценивается именно культура наша традиционная. Я к чему иду? Потому что касаемо народных мастеров республики, да, можно по пальцам пересчитать, буквально здесь в зале сидящих, кто знает их работы и воочию видел. Правильно? Правильно. Мы приходим к тому, что мы можем смотреть фотографии, мы можем скоординировать через нейросеть определенную композицию, ее виртуально продать и написать, что это сделал мастер. Правильно? Мастера труд обесценили, по сути, мастер ученика ничему не научит, да? Если это все будет и через компьютерную графику и так далее. У меня следующее предложение. Так как мы сейчас говорим о сохранении и укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей, да, но при этом, при всем мы коснулись конкретно нейросети, я предлагаю, чтобы все-таки внесли в рассмотрение структуры учреждений культуры о внедрении специалистов, не обучения работников сферы культуры, да, а внедрение специалистов именно кто будет заниматься нашим продвижением в нейросети именно нашей культуры, да, это народно-художественные промыслы, это другие направления культуры, потому что творческие люди, мы созидатели, мы творим, мы показываем, делаем, но мы, к сожалению, не работники именно каких-то информационных вот таких технических дел. Потому что все уйдет на бизнес, 100% это уйдет все в частные руки. И потом мы зададимся вопросом, а где тогда культура? Ну, я примерно понял ваш вопрос. Это нужно перевести в чиновничий язык, надо полагать, да? Вот. Чтобы это все, потом мы вынесли документы конкретные. Вопрос? Здравствуйте, меня зовут Никита Веркин, тоже Центр СИМЭХ, это были предложения, а сейчас я хочу задать конкретный вопрос касаемо GPT-чата. Вот, мы проводим День народного мастера каждый год и шествие в народных костюмах, в общем, можете прогуглить, это очень интересно. Я как раз решил воспользоваться нейросетями.
я в GPT-чат с помощью Вади написал текст, потом отредактировал этот текст, потом фотографию тоже редактировал и еще что я делал. Сейчас. Озвучку сделал, очень классно, супер все озвучивает, да? Но я столкнулся с такой проблемой, что я не смог найти информацию за последний год в GPT-чат. И потом прочитал, зашел в языка, прочитал Reddit и узнал, что GPT не пускают в интернет последние 1,5 года. С чем это связано? Неужели создатель чего-то боится? На самом деле, сейчас идет фаза обучения. Обучение этой нейросети. Да? Для того, чтобы ее обучать, достаточно упражняться на прежнем материале, потому что если пустить туда всех, которые интересуются сегодняшним днем и днем завтрашним, он захлебнется. Он и так сейчас уже захлебывается. Поэтому получается, для того, чтобы экспериментировать, достаточно на том материале. Но я могу сказать, у меня был простой эксперимент, когда Путин объявил, что нужно провести в феврале следующего года фестиваль молодежи и студентов в России, да? Мне позвонили и спросили какие-то идеи по поводу того, что может быть на этом фестивале. Я спросил чат GPT, он мне достаточно развернуто высказал порядка 10 идей. Я 7 из этих идей перефразировал и отправил как предложение, и оно зашло. Замечательно. Слушайте, одно предложение внести. Я скоро уйду, просто многословно. Одно предложение и короткое сообщение. Значит, по предложениям, я бы хотел предложить в эту программу, которая касается духовного нравственного развития. Наша секция сегодня в том числе говорила о том, что нужно смешивать разные профессии, объединять их и проектировать. Да? Давайте сделаем 3- или 5-дневную сессию, например, в квартале труда или в точке кипения здесь, да? Собрав тех ребят, которые заинтересуются, просто взять людей абсолютно разных профессий и попроектировать их. Да? Я готов в этом тогда принять участие. Замечательно. Обязательно воспользуйтесь нашим предложением. По поводу, только что с Юрием здесь уже перетерли. По поводу того, что мы на самом деле все говорим про одно, что есть ограничения у нейросети и что она не способна все-таки делать человеческое, что свойственно только нам. Вот все мы говорим разными словами, но на самом деле нужно понять, что есть какие-то вещи, которые свойственны только нам, и она, эта сеть, никогда это не сможет делать. Да? Чем быстрее мы поймем, в чем наше человеческое, вот это как раз проблема духовно-нравственных ценностей. И была такая короткая история у меня. Я с Денисом Мацуевым разговаривал и говорю: слушай, ты выходишь на сцену, ты играешь на фано, слушай, есть же фано искусственное, да? И оно тоже играет, оно классно играет. То есть она там прям играет, да? Ты-то чего на сцене? Я говорю, получается, что она играет идеально, а ты не идеально. Это значит, что зрители приходят послушать на твои ошибки. Так? Спросил я его. Он говорит, так немножко даже обиделся. И говорит, я вроде стараюсь попадать в ноты. Я говорю, да нет, я совсем не об этом. Я по поводу того, слушай, да? Почему люди идут слушать тебя? Смотреть на историю твоих ошибок. И тут он мне сказал, слушай, это в пандемию было. Он говорит, мне месяц назад пришлось играть в пустом зале. Ты не представляешь, как это было чудовищно сложно, потому что не было никого, я не получал энергии, и я ее отдаю. Он в этот момент сказал то, чего не может машина. Он отдает энергию в зал и возвращает обратно энергию зала. Вот этот диалог, который происходит между Мацуевым и залом, никогда не воспроизводим. Друзья, мы понимаем, что сознание человека, оно нарративное, да? То есть там живут смыслы. Но это не территория, не всегда территория формальной логики. Поэтому человек есть человек. Но это можно рассматривать как ошибки или проявление гениального творчества. Так, у кого? Так,
3 минуты. Очень коротко, предложение, если есть вопросы. Да. Спасибо за Представляемся. предоставленную возможность говорить. Я сам Голиков Юрий Алексеевич, закончил Академию художеств имени Репина. Сейчас нахожусь, я живу в Москве, по приглашению директора художественного училища. Я присутствую здесь, в прекрасном месте, то есть дома. Хочу за 3 минуты. Вот я посмотрел нейросеть, то я понял, оказывается, здесь надо самое главное быть хорошим специалистом. Когда смотришь и используешь вот это современное направление, которое, я думаю, что она очень большое будущее ждет. Это только первые шаги, а на самом деле мы должны все включиться, особенно профессионалы. И вот я считаю, что для того, чтобы достичь какого-то совершенства, это надо самому научиться рисовать правильно. И, естественно, делать какие-то композиции за счет именно знаний, а не интуитивно. И поэтому то, что мы можем использовать уже в будущем, когда ты становишься профессионалом, уже можно использовать именно нейросеть, которая она будет уже необходима как инструмент для того, чтобы достичь, можно сказать, каких-то высот, которые человечество еще может и не достичь без нейросети. Спасибо. А предложение какое? Ну, предложение это надо... Может, какой-то проект там? Да, какой-то проект включить, и чтобы этот проект заработал именно для студентов, для любителей искусства, так, чтобы этот человек зажегся. А для этого что нужно? Это практическое занятие, это теория чуть-чуть. И в то же время надо понимать, что надо работать душой, а не просто мыслями или взглядом, а душой. Поэтому я призываю вот эту программу, не знаю, искусственность, как-то включить и вот это направление развивать и развивать. Хорошо, ваше предложение я опять же перенесу на чиновничий язык, возможно, даже через нейросеть получится. И это будет какой-то предметный проект конкретный. Так, представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер, меня зовут Рубцов Антон. В принципе, не то чтобы вопрос, не то чтобы предложение, наверное, просто предложение мыслей своих по этому поводу, да, по поводу нейросети и ее использования. Дело в том, что пока слушал, я вспомнил буквально такой случай из жизни. Жил я сам в Иркутском районе, в Уснее, и когда мне в руки попал первый CD-плеер, я тогда подумал, вот было бы круто иметь наушники, без проводов, без ничего, которые бы издавали тебе звук сразу сюда в уши, и имели какой-то объем музыки, и ты мог ее переключать. Буквально через 4 года мне ребята с Москвы привезли вот эти наушники с флешкой, которые работали. Дело в том, что мы живем в такое время, что какие-то наши детские фантазии сейчас они вполне реалистичны. У нас в руках смартфоны, нам не приходится выписывать музыку или кино по каталогам, ждать это все дело по почте, мы можем прямо сейчас зайти в YouTube и посмотреть все, что угодно. И нейросеть, я думаю, что в ближайшие 5 лет, к вашему сожалению, может сделать такие картины, которые могут вам понравиться. В принципе, это все возможно. Проблема вся в том, что все проблемы, указанные по поводу использования нейросети, они все-таки от лени человека будут развиваться. Если ее не используют, как вы правильно говорите, как инструмент человека, а используют ее вместо человека, тогда да, от этого могут начаться проблемы. В плане искусства, творчества, не знаю, может она и научится чувствовать, говоря это дело в кавычках, путем анализа всех этих композиций, которые в нее запихнуты. Это не готовая информация, которая у нее есть. Она может нас обманывать, но не может чувствовать. Вот примерно такие. Запах снега не передаст, конечно. Спасибо. Так, кому еще? Вот старейшему уважаемому человеку, Кириллу Петровичу. 3 минуты буквально, не больше. Дорогие коллеги,
и гости, да, вот я хотел обратить внимание на нашу теме нашего общественного собрания. Сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Вот это главное. Ну, я как человек, который долгое время здесь обучаю, я директор художественного училища. Народный художник. И у нас 3 отделения: дизайна и академическая живопись, отделение в виде коллективно-прикладного искусства, которое должно защищать вот это все. Вот этого, да. У меня вот в пленарном заседании утром договорили, обращались на классики, которые говорили 100 лет назад, что мы, как нация, Алексей Алексеевич Кулаковский, классик наш родоначальник, говорил, что это мы вступили в дорогу исчезновения нации, смерти нации, он говорил. Дословно, если перевести, да, он чисто количественно. 146 миллионов российское население, у нас это миллиона нету на такой 3 миллионах квадратных километров. Плюс это еще из них половина другие нации. И вот у нас встает вопрос, это исчезновение нации. Вот у меня вопрос к гостям. Внутри этой нейросети или этой системы, да, в будущем, вопрос нации есть или нет? Да. И вот я чувствую, что это сам, об этом много думаю, и считаю, что это вообще мы должны через свои интересы рассмотреть на это. Палка на 2 концах. Нейросеть, она развитие для нас, для нашей нации, или это, которые мы будем ассимилироваться и тем самым как нация помрем. Ну, ассимилируемся и исчезнем, как нация. Вот такие вопросы у меня в голове находятся, да. На седой голове, да. Поэтому это, я считаю, хочу, чтобы это типа ответ получить, да, или вот вопрос поставить, да. Вот, возглавляя школу, которая занимается национальной культурой, да, и вот прошло время, я чувствую, что это нужно все менять, должны появляться новые типы образовательных учреждений, да, совсем другие, да, которые стандарты сейчас действуют. Поэтому предлагаю вот эту идею, что это мы должны переходить на региональные стандарты, а не федеральные, которые обосновываются на Болонском соглашении и так далее, да, которые отвергли нас. И поэтому наши интересы первичные должны быть, да. Это предложение. Да, предложение. Отлично, хорошее предложение. Мы включим региональный стандарт в системе образования. Так, пожалуйста, представьте сначала. Наверное, встану, да? Добрый день, меня зовут Михаил, и я являюсь специалистом по выставочной деятельности как раз таки в том месте, где мы все находимся, в историческом парке «Система истории», да, и такие люди здесь есть, да. В общем, получается, хотел вот немного уточнить у вас один момент. Я услышал такую интересную мысль насчет создания такого проекта, такого виртуального гида, который основывался бы на генеративном, на генерации текста. Так вот, делая небольшую ремарку, мы, получается, в прошлом году воплощали этот проект «Современное исследование Якутии», и вот как раз таки в этом проекте мы хотели исполнить некого такого виртуального гида. И в качестве шутки прозвучала такая мысль, что давайте подключим к нему чат GPT, пускай он говорит, выдает те факты, которые он знает. И так вот, конечно, от этой идеи отказались в силу уже озвученных причин и сделали обычный интерфейс, на котором уже заранее записанная запись с этим гидом отвечала на вопросы из этого. И так вот, перехожу плавно к вопросу, и вопрос такой, что не замечали ли вы, что нейросеть иногда вам подбирает? То бишь, если нейросеть не знает ответа на вопрос, она выдает полнейший бред, который не соответствует реальности. И вот эта вот штука, мне кажется, сможет стать вот таким вот границей. Как чат GPT может рассказать историю предмета, у которой, в принципе, очень много граней, и, в принципе, с учетом всех возложенных на него промпта,
он не сможет, например, ответить на этот вопрос. Так, ну, по-моему, об этом уже говорили, но давайте, да. Раз вопрос прозвучал. Давайте я отвечу сразу на оба вопроса, которые до этого прозвучал и до этого. Еще раз, нейросеть учится. Чат GPT тоже учится, и в той же самой, например, в 4-й версии объявлена, сейчас чисто технический, да, ответ, объявлена возможность так называемых плагинов, то есть подключения внешних источников знаний. Текущая версия, она закончила свое обучение в 2021 году, и знаний выше этого у нее нет, просто-напросто. Что касается вопроса культуры, да, нейросети — это хорошее место, где можно хранить элементы культуры. Как пример, нейросеть может сохранять язык, письменность, язык, его звучание и, более того, обеспечивать перевод от одного, от второго. Да? Нейросеть может хранить текстовые, культурные произведения и опять-таки обеспечивать их распространение за счет того, чтобы переводить с одного языка на другой. Да? Что касается вашего вопроса, нейросеть не обманывает, это все-таки алгоритм, она строит ответ таким образом, как он в нее заложен. Да? То есть если я задам не конкретный вопрос, она даст не конкретный ответ, потому что в нее заложен массив данных, как не конкретно отвечать. Она не подает. Да, если, соответственно, я при этом заложу в нее массив необходимых данных, например, соберу все, что есть по истории Якутии, по культуре Якутии, по промыслам, как это работает, какие были известные люди, и загружу в нее, тогда, задав конкретный вопрос, на который у нее есть данные, я получу этот ответ. Что она сделает? Она сделает его менее машинным, более человечным. То есть с точки зрения грамматики и восприятия наше общение будет более человечным, скажем так. Да? То есть, ну, как бы в нем не будет действительно, вот, как на презентации было указано, эмоций, интуиции. Если кто-то работал с курсоводом, вы прекрасно знаете, что вы что-то рассказываете, потом видите, что вот этому человеку нужно сейчас рассказать что-то совершенно другое. Он задает вопрос вот про это, но ответ-то он хочет какой-то другой. Вы это понимаете, вы ему рассказываете, вы видите по его реакции, что вы действительно правильно считали, что нужно было. Да? Машина этого не сделает, у нее этой интуиции нет, она ответит на конкретно поставленный вопрос. И опять-таки, если мы возьмем все наше культурное наследие и сохраним там, то мы получим возможность получать конкретные ответы на конкретно заданные вопросы. Да? То есть, если мы берем всю эту выставку, то, пройдя по выставке, встав перед каким-то экспонатом, мы можем просто начать задавать уточняющие вопросы. Да? Вот Александр Невский, а кто он был, а куда он ездил, а чей он был сын, а почему он святой, а почему там что-то еще. То есть нам записанный голос рассказал только то, что там записано, да? Но когда рядом с нами нет человека-экскурсовода, мы не можем выйти за рамки того, что нам рассказали и нам показали. Когда есть вот этот вот загруженный массив данных, у нас появляется возможность выйти за эти рамки. Спасибо за подробный ответ. Так, так, пожалуйста, представьтесь. Меня зовут Никифорова Валентина, я преподаватель художественного училища. В свое время я закончила Строганов школу, тоже по монументальной живописи. И у меня профессор Андрей Орловский. Вот. Я хотела бы, тут как бы слушала и поняла, что в принципе, если мало информации, нейросеть, как бы она несколько, короче, выдает не ту ошибку, да, действительно. Допустим, если вот посмотреть те картины, которые выдала вот нейросеть наших городов или рек, там, конечно, усредненный такой вариант, но наш Якутск показан самураем. Это вот очень далеко от наших традиционных ценностей. Вот. Текст так написан. Ну, да, текст написали, и, конечно, мы понимаем, что нейросеть учится, и я думаю, что люди тоже учатся, но
надо, конечно, не потерять контроль над этой сетью, чтобы у нас в итоге не получилось конец цивилизации. Предложение. Я хотела бы сказать, что надо действительно в учебных заведениях действительно побольше ввести новые технологии, и чтобы студенты учились наравне со всем миром. Потому что, допустим, и наше действительно сохранение, укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, туда вносились больше информации, чтобы не выдавало такое, как мы видим Карлсона, который у нас в советском мультфильме очень харизматичный. Он такой милый, такой на самом деле, да? А нейросеть выдает нам какого-то монстра вертолета или вентилятора, или что-то такое машинное. И я думаю, что если появится национальная такая составляющая нейросети, это было бы очень замечательно. Многие профессии, правда, наверное, исчезнут. Как шорники исчезли, те же, да? Да. И хотел вернуться действительно к предложению, которое говорит, оно уже несколько раз прозвучало в разных формах, и вы совершенно правы, что нужно найти эту компромиссную возможность, условно говоря, даже художников обучать тому, как формировать задания для этой нейросети. Потому что на самом деле то, что получается в итоге, это у нее возможности большие, а ей выдали, заложили, скажем так, не ту информацию, либо недостаточную информацию, либо не подключили, как вы сказали, к всемирной сети, да, откуда она может в случае чего ее взять, если ей чего-то не хватает. Но дальше ты ей должны сформулировать нормальный образ, который мы хотим получить. Для кого этот образ еще будет? Для взрослого человека, для ребенка. Но невозможно ребенку это показывать. Весь ужас, отвечая немножко на ваш вопрос, потому что в итоге эти монстры, они уже лет 20 фигурируют у нас здесь. В кинематографе, в мультиках, во всех, в музыке, в поэзии, все это же. Оно пришло, оно для нас чудо, оно пришло вообще-то из-за рубежа. От их бездуховности. Вы поймите, что Америка, в которой 300 лет назад начали снижаться воры и бандиты со всего мира, духовности быть не может априори. В этой стране этого вообще нет. Но она при этом пытается учить весь мир. И в том числе средства такой пропаганды, этих своих ими сформированных образов. А у нас многотысячелетняя культура. Если мы здесь начнем извините собачиться между собой, мы друг друга давно бы уничтожили. У нас тяжелейшие условия жизни, и при этом 180 национальностей живет в одной стране, живет отлично между собой. А там бандитская страна. А мы получаем это себе для того, чтобы следующее поколение, они уже теперь этим живут. Этим, понимаете, весь ужас в этом. Поэтому сегодня у вас в республике появился такой форум, что нужно это остановить. Если вы сегодня были бы на утреннем заседании, вы это слышали, с каким буквально душевным криком это доносилось до зала. Нет, не в смысле голоса, а в смысле именно как болела душа. А у вас очень понравилось, что это действительно жуткое произведение искусства, как вы сказали двумя словами. Хорошо, мы там где-нибудь найдем, вспомним, потому что действительно так. Это не разум, еще раз хочу сказать. Это работа души. Работа души. Нет души в стране. Вот результат. А у нас она есть. Это к вашему вопросу. Нация это где? Если мы будем иметь такие картинки, то и не будем. Если мы будем иметь то, что мы тысячелетиями себе хранили, то тогда и нация появится. Спасибо. Так, молодые люди, пожалуйста. Может, да? Добрый день. Меня зовут Борис Аджулстан, я студент АГИКИ. И мы все здесь обсуждаем вопросы, касающиеся нейросети, но у меня сейчас не вопрос, а предложение. Все мы узнали, что такое нейросеть и на что она способна. А что будет, если сделать такую нейросеть, куда загрузить огромный массив информации о якутах, о языке, о мифе, о культуре и о нашей литературе? Потому что есть такая большая проблема того, что очень много информации о нашей культуре и о нашем народе нет в открытых источниках, допустим, в интернете. Если мы хотим узнать что-то конкретное, мы должны пойти в библиотеку,
там найти какую-то специализированную литературу, исследования. Что если сделать такую нейросеть, куда будет загружена вся информация, и сделать что-то типа GPT-чата, где можно будет спокойно задать вопрос и получить конкретную информацию, а также сделать так, чтобы она могла распознавать изображения какие-либо. То есть это можно будет использовать в рекреационной сфере, то есть люди, которые будут приезжать в Якутск на экскурсии, на обучение и так далее, оказавшись здесь, они смогут, допустим, идя по городу Якутску, увидеть какие-то узоры, орнаменты на зданиях, направить туда свою камеру, и тут же выйдет информация, что это за узор, какой там нарратив и смысл. Или они будут искать всякую информацию о наших деятелях, об Амосове, Кулаковском. И чтобы также эта нейросеть могла автоматически переводить текст якутского на разные языки, такие как русский, английский, иностранный, чтобы мы смогли в большей степени включиться в глобализацию. Такое предложение. Я вот вспомнил такую тему, когда Гутенберг придумал технологию печати книги, да? Когда писали книги массово, печатали в темных уголках стран разных культур. В общем-то, это было не очень приятно. Они считали это что-то такое опасное. Ну, вот книжку читаешь, что-то там с головой сдвинется и все. Я думаю, сильно бояться развития современных технологий не стоит. Это, скорее всего, новый формат трансформации культурного плана. Мы должны так это смотреть. Но если пойти на поводу технологий, то уважаемый персонаж, это Антон ты показывал, да? Вот такое может произойти. Бывает, когда технологии съедают цивилизацию. В таких случаях не так мало. Ну, есть такое выражение «овцы съели Англию». Вот. Ну, там в силу ряда исторических процессов они вырубали леса, чтобы побольше, значит, паслись овец. Вот. И, собственно говоря, для того, чтобы произвести больше сукна. Да? И, ну, понятно, что в Англии лесов не хватает сегодня. Может, посадками бы они занимались, их, может, было бы побольше. Но это так, частный пример, я просто предлагаю озвучивать. У вас микрофон, что-нибудь скажите. Представьте сначала. Добрый день, дорогие друзья. Леонид Ким, Институт геокультурного развития. Ну, во-первых, очень рад, что так много у нас сегодня участников, все активные, очень много предложений поступило. И вот, вот касательно своего мнения, да, что я вынес для себя, вот в свете того, что Антон сказал, и я понял, что нейросеть это, конечно, по-современному сказать, нейросеть это сила, да? Вот, но сила, она должна быть управляемой. Я прихожу к тому, что любую силу нужно его, вот как стремена, мы запрягаем лошади, да, коня запрягаем и едем. И то же самое нейросеть, мне кажется, что надо не бояться, а вклиниваться, в эту, осваивать эту среду, как я понял. Вот. И Кирилл Петрович тоже вот очень хорошо сказал в плане изменения регламентов, подходов, стандартов. То есть не только сверху, когда федеральные стандарты спускаются, а можно снизу. Он предлагает региональные стандарты, да. И вот коллега тоже вот, с Дома дружбы народов сказал, что новые профессии появляются, смежные профессии, специальности. Их нельзя отдельно вот друг от друга, отделять это получается там человек, творец один, но профессий у него несколько, и творение его
получается уже не в одном каком-то виде искусства, а в нескольких смежных видах искусства. Поэтому, конечно, да, мне понравилось предложение в свете того, что кто будет это делать. Очень много предложений, а вот кто это будет реализовывать, кто это будет внедрять. Нейросеть будет это. Вот нейросеть. Но нейросеть кто-то должен. Это же обратная связь. Это обратная связь. То есть то, что мы посеем, то и пожнем. Да? То есть получается, что мы туда загрузили, то мы обратно и получили. Если мы хотим какую-то более живую, более обратную связь, обратный отзыв, да, отклик, тогда нам получается надо напрягаться и туда вкладываться, в эту нейросеть, туда вкладывать свою душу, там, свои эмоции, насколько это возможно. Я не знаю, возможно это или нет, но нужно это делать. И кто это будет делать? Конечно же, это, скорее всего, это будет учреждение культуры. И у нас есть такой опыт, как переводчик, да, Яндекс.Переводчик, с якутского на русский и с русского на якутский. Его же не было. Вот, Вики-словарь, да, Википедия, его же тоже не было. Они же появились, кто-то трудился над этим, вот кто-то вкладывал свои знания, свой опыт, свое время драгоценное, работал над этим. Я предлагаю все-таки, чтобы государство в лице государственных органов, в лице государственных учреждений сделало это неким государственным заказом и направило на это русло определенные свои ресурсы. Спасибо. Хорошо. Пожалуйста, представьте, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Вероника. Последний вопрос. Я хотела бы отметить, что сказаны были очень интересные идеи, и чтобы все-таки было много информации об этом, чтобы другие узнали об этом, о таких интересных формах, чтобы разные люди могли участвовать в таких мероприятиях, и тогда будет больше интерактива и так много новых других идей, и реализовать было бы намного интереснее. Такое. Спасибо. Ну, вот Олег уже предложил ваше включение. Ага. Мы проведем специальные, значит, или курсы, или что там, продумаем. Так, подытожим. Я уже написал по вашему, значит, предложению. Нам длинный текст получается, наверное, читайте или читать. Кому интересно, я говорю. Да. Читайте. Читать, да? Ну, длинный текст. Ну, еще надо редактировать. Да, кому я отправлял, вспомните. Сейчас вот отправлю. Дискуссионная площадка «Искусство будущего. Нейросеть». По итогам обсуждения актуальной проблемы рекомендовать правительству республики организацию специальных условий по наращиванию востребованного обществом контента по различным видам аудиовизуальных и так далее, да, форматов, направленного на широкую социальную аудиторию. Это вот вскользь сегодня об этом было сказано. Внести государственная программа РСЯ разделы по совершенствованию инструментов системы автоматизированного управления, наращивания сети межотраслевого взаимодействия в целях развития региона в области образования, науки и так далее. Охрана памятников традиционного наследия, креативных индустрий, общественных территорий. Так. Создание платформ различных категорий для коллективного сотворчества граждан с широким доступом к автоматизированной модерации, расширение технологических возможностей по созданию услуг и продуктов коллективного пользования. Министерство образования и науки республики, создание специальных адресных учебных программ, образовательных учреждений по расширению цифровой грамотности среди населения по компетенциям различным,
разработку актуальных программ по поиску креативного потенциала среди подрастающего поколения, выявлению невостребованного творческого потенциала среди взрослого населения в том числе. Вот. Сегодня мы думаем только о яйцах, их это самое, да, про курицу, что называется. И забывают все фестивали, там, Якутская, замечают многие выставки, это вокруг молодежи, это все хорошо. Вот. Но нужно и разные социальные слои, да, особенно пожилого возраста. Министерство культуры и духовного развития республики организацию единой цифровой сети по отдельной платформе для культурно-образовательных учреждений по проектному и творческому росту населения, создание практических проектов по сохранению и развитию академических форм искусства и традиционного наследия с выводом на пользование широким кругам общества, разработку нормативных правовых условий для территории креативного роста, то есть отдельной территории, да. Создание специальных условий по формированию проектного роста общества путем обновления технической базы всех учреждений культуры и образования в условиях экспоненциального роста информационных технологий. Министерство инноваций, цифрового развития, да, внедрение в республике карты креативного роста региона по территории муниципального образования, реализацию специальной программы для адаптации проектных командах лиц, задействованных в работе в креативных индустриях. Вот, как правило, творческие люди, они, так сказать, да, в команде бывает, умеют работать даже. Усиление магистральных систем доставки информационного потока, будущего общенациональной и региональной ценности. Министерство предпринимательства, актуализацию ведущих региональных проектов на инвестиционные решения с конкретными позициями по рейтингу. Городскому округу, город Якутск, расширение территории коллективного творчества, создание объектов смыслового коллективного роста, пространства для различных социальных слоев. Институт культурного развития, организации сетей проектных площадок, различных уровней, там, увлечение школ, предпрофессиональной подготовки детей, проекты креативного роста республики выявляют творческий потенциал региона в конкретных именах. Учебным заведением общего специального образования, расширение методических разработок, то, что Кирилл Петрович сказал, сюда тоже включено, практического характера по профессиональным и региональным модулям, получающим перспективно, активно, имеющим проектное значение и прикладной перспективы. Внедрение сетевого проекта по освоению потенциала сетей в образовательных проектах, актуализация работ по повышению статуса мастера ученика, выявление наиболее способных учеников на ранней стадии образовательной деятельности по соответствующим наборам профессиональных навыков. Вот. Не уснули? То есть вот это мы отправим, дальше отредактируем, возможно, еще обсудим с нашими коллегами. Значит, что? Хочу вас с вами поздравить, да, что мы хотя бы начали этот разговор. Завтра, 31-го, будет итоговое совещание в Сахатеатре в здании. Да? Прошу, что называется, добро пожаловать, прийти, послушать. Да? И сегодня со скольки часов спектакль опера? 7 часов. Нашим, значит, обязательно. Кто желает, скорее всего, тоже можете прийти и посмотреть. Как называется? Нургун Бату, да? Нургун Бату. Оперу Нургун Бату. Поставлены в прошлом году. Значит, Мариинки показывали в Большом театре. И вот сегодня вы сможете просмотреть. И там же будет локальный разговор с руководством республики. Так что вот вас сейчас Максим, наверное, да, развезет и туда тогда их доставит. Я, возможно, чуть с опозданием подойду. Спасибо за внимание. Если я что-то пропустил или забыл, если нет, то на этом завершаем. Друзья. Да. Ну вот смотрите.
момент общее фотографирование. Да, ну это старая тема. Так, нас сняли уже люди, вот господа товарищи, да, небольшой вот такой постскриптум. Возможно, мы особо ничего и не выяснили, да, в сегодняшнем разговоре. Но, по крайней мере, через щелочку посмотрели и увидели некую зарю в далеком горизонте. Спасибо за внимание. Так, Максим.